М? Вот, сейчас. Пока люди соберутся. Консультация, модуль, HD. Пятачек. Угу. Мы в эфире? Да, мы в эфире, но подождем. Валейкум ассалам. Ислам маршвол. Так, у нас тормозит. Валейкум ассалам. Нет, это там. Слышимость, видимость какая? Я надеюсь, все нормально, все хорошо. Ошибся. Жоп терчани, свой лист ходу. Так, да, мобильный. YouTube is not receiving enough video to maintain such open such as view. Так, валейкум ассалам, собор делаешь. Саваш, Страсбург. Страсбург тоже с тобой, брат. Ну, Саваш. Саваш. Цахаттер ди дерес давул вали связь, звук, шейк, мую. Индонезия, бом салам. Индонезия. Мелодия дан сега. Assalamu alaikum from Indonesia. Al-Qatar Faris. Walaikum assalam, my brother. I hope you are fine, inshallah. Доктор Дизель. Allah рейсхил. Саваш. Дигду. И насчет, кстати, картинки, она отстает или как там насчет видео? Что-то у нас с тобой она... Да, у нас с тобой, ну, видимо, камера темная, но вообще-то она черная. Ахмадов Беслан насчет американской публики. Но я заходил в Твиттер, там я ничего не увидел. Было бы хорошо, если бы ты там написал бы мне личное сообщение и дал бы ссылку этой группы, как ты мне раньше говорил. Я это не забыл, конечно. Привет вам с Украины. Что у нас? Добрый вечер. Добро пожаловать. Хорошо тогда. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствуем вас, наши дорогие братья и сестры, наши друзья, зрители. Вот, мы с Джамбулатом сегодня решили выйти в эфир вместе и уже поговорить с вами, озвучить разные темы, ответить на ваши вопросы с большим удовольствием. И мы готовы. В общем, Джамбулат, тебе слово. Я также приветствую наших зрителей. У нас позавчера, 26 июня, состоялась пресс-конференция. Были две темы. Одна тема – это наша солидарность с Украиной. Сегодня у нас, кстати, День Конституции Украины. И с Анзором мы записали видео с поздравлением украинцев с днем, Национальным днем Конституции. И была вторая тема конференции – это предстоящий съезд, национальный съезд чеченского народа.
по поводу названия национальный съезд были дискуссии. Мы объясняем, что в ситуации, в условиях оккупации невозможно, конечно, провести полноценный национальный съезд с участием всех делегатов от всего народа. Поэтому мы не говорим общий национальный съезд, мы говорим национальный съезд, имея в виду, что этот съезд будет решать задачи национального масштаба. Вот такое объяснение, почему съезд называется национальным. У нас есть проблемы национального масштаба, и мы хотим поставить решение этих проблем перед делегатами чеченского народа, свободного чеченского народа, который проживает сегодня в странах Европы. И, иншаллах, мы надеемся, что эти проблемы будут решены. Другого пути решения проблем, касающихся самого народа, самой чеченской нации, просто не существует. Как настройки сделаю. Ага. Ну, люди жалуются на картинку. Вот. Ну, смотри тогда по вопросам, Анзор, что у нас. Пускай тема пойдет, и мы объясним. Тема у нас сегодня минувшая пресс-конференция. Давайте вопросы по пресс-конференции, хотя было много обсуждений, но тема, она глубокая и широкая, как говорится. Раскрывать ее придется долго. И сколько людей, столько и мнений, поэтому ждем ваших вопросов. Постараемся на них ответить. Алейкум ассалам. Слушаем, так. Читаем. Peace and victory. Qatar Faris, on behalf of the faithful in Indonesia, I pray that Ukraine and Chechen return in peace and victory without fear. Inshallah, my brother, I'm sure one day we will return to our homeland, and this day is not so far, and we are waiting for this day. Inshallah, we will return to our homeland. Барт Анзорган, Окахаттерду, салам алейкум, вы Барт Хирболш Агуар Бох Бабиз. Аллах Барт Сабойл. Амин. Амин, Аллах Барт Сабойл, Барт Алятса, Жабт Алхажаруфа, Барт Эче, وينا خنا Барт Массонег, إشتا تعال في البيز مهتزة دال أول تعال شقال دات أدم إشت برت خليلا دات صونا أصلا استجا شيء قيتني حجة أول أقول دات إشت بيت مش بس اللي تير مصو تحنا ولا تعبوش برت خير بوش بعد شنا أقوى برت بيوتش أنا حق ويتع عيدل شو Версимата хош بولده Дигуда версимата, нохчимата дар хатер, версимата бисуду. Сегодня стало как бы модным говорить о единстве. Единство стало таким словом. Несколько это звучит как борт. Почему нет единства? Требуем единства. Все хотят единства. Единство недостижимо в том смысле, что все станут думать одинаково. Мы люди, мы очень, каждый человек это личность, это отдельный такой, отдельный мир. Каждый человек это отдельный мир, который имеет свои свойства, свои особенности. Невозможно, чтобы все они стали одинаково думать. Поэтому единство должно достигаться для какой-то одной общей цели. В основном люди останутся людьми и будут думать, как и всегда, каждый по-своему. Поэтому задачи, которые ставят люди перед какими-то общественными деятелями, они должны быть реальными. Нельзя требовать недостижимых целей. Если сегодня какие-то люди думают, что у нас есть правительство изгнания, и что нужно придерживаться этого правительства как легитимной власти, если они думают, что все, что делается вопреки этому, мешает
нашему единству, то мы не можем никак помешать этим людям думать так. Но это не значит, что они верны в своих размышлениях. И они думают, что мы сегодня действуем в ущерб нашему единству, что мы создаем что-то новое, что разрушить что-то такое цельное, устоявшееся, действенное. Проблема в том, что и до того, как мы объявили о съезде, и до того, как была создана наша организация Борт Маршо, эти проблемы стояли. Они стоят уже 2 десятилетия. А мы те люди, которые взялись за решение этой проблемы. Проблема сама собой не решится. Есть китайская пословица: если уметь ждать, то труп врага проплывет перед тобой. Но, наверное, это не наш случай. Поэтому мы решили действовать. И мы ищем единомышленников активных. Те, кто готовы активно взяться, засучив рукава, за работу и постараться изменить ситуацию. Есть аят Корана, что Аллах не меняет положение какого-либо народа, пока эти люди сами не изменят своего положения. То есть все в наших руках. Мы не можем сидеть и ждать, что ситуация сама собой изменится. Вот такова наша позиция. Я пытаюсь решить Технический вопрос. Да, технический вопрос. На секунду. Кстати, мы сегодня сделали обращение и скоро его выставим, иншаллах. Это обращение к украинцам. Вот, хотел бы вот сказать сейчас, как в качестве анонса, обращение от нашего имени о позиции чеченцев по войне в Украине. Так что мы позже выставим это обращение. Иншаллах. Так, Анзор, я не вижу ни картинки, ни вопросов. Да. Если можно, да. Угу. Да, кажется, проблема связи. Ну, тут, видимо, битрейт проблемы. Это проблема с нашим Wi-Fi, но может, нет? Wi-Fi может быть, да. Вот Адат пишет: съезд сторонников независимости когда будет, определились, с датой? Но это и есть съезд сторонников независимости. У нас была дискуссия по поводу формулировки съезд сторонников независимости. И в итоге мы пришли к мнению, что будет некорректно называть съездом сторонников независимости, потому что такая постановка может ставить под сомнение то, что чеченцы всецело являются сторонниками независимости. Чеченский народ на протяжении уже нескольких веков ведет борьбу за независимость. На этом пути чеченцы потеряли добрую половину своего народа за весь период вот этой трехвековой истории. Каждый век мы теряли где-то половину своего населения. И мы отдавали на алтарь этой борьбы, как говорится, лучших сынов и дочерей нашего народа. Помимо того, что гибла половина мирного населения. Поэтому вопрос о том, что чеченцы могут являться сторонниками независимости и не сторонниками независимости, такой вопрос не стоит. Мы пришли к такому выводу. Те, кто не является сторонниками независимости, можно сказать, это не чеченцы, это манкурты, это коллаборанты, это пехотинцы нашего агрессора, нашего оккупанта, кто угодно, но не чеченцы. То есть вопрос о том, могут ли чеченцы являться сторонниками независимости, не стоит. Соответственно, не стоит вопрос, является ли съездом сторонников независимости или же съездом каких-то других чеченцев. Чеченцы все всецело являются сторонниками независимости, независимой чеченской нации. Нация невозможна в рамках не своего государства, в рамках вассала или даже тем более оккупированного народа. Нация невозможна. Национальные проекты невозможны.
Поэтому мы заявляем о том, что состоится национальный съезд, который будет решать задачи национального масштаба. Насчет дат, как задает вопрос Адат, дата пока что не определена. Мы столкнулись с тем, что понимание в чеченском обществе целей и задач этого съезда пока нету широкого понимания этого вопроса. И вот у нас позавчера, то есть во время конференции, был создан меморандум по итогам пресс-конференции, где мы вторым пунктом определили, что нужно провести ряд подобных встреч в разных городах Европы с разъяснением чеченской общественности задачи целей съезда. Пока этого не будет сделано, пока чеченцы в Европе и те, кто нас смотрят в самой Чеченской Республике и по всему миру, пока они не поймут, насколько важно провести этот съезд и насколько важны задачи, которые предстоят решить этому съезду, я считаю преждевременным проведение этого съезда. В связи с этим мы не стали спешить с определением даты проведения съезда. Мы мы поставили вопрос, мы дали старт процессу началом, то есть с проведением пресс-конференции мы дали старт процессу. И теперь уже зависит всецело только от нас, как этот процесс будет идти. Успешно, быстро, неуспешно, медленно. Все зависит от нас. И в начале нашего прямого эфира я озвучил, что люди разные, мнения, мысли у них разные. Если бы вопрос стоял бы в том, что есть всеми признанное легитимное правительство, то необходимость в съезде, она не возникла бы, эта необходимость. Были бы только технические вопросы, которые решает правительство, и все чеченцы в едином порыве стремились бы деоккупировать свою страну. Но так как у нас есть принципиальные позиции по этому вопросу, они также были заявлены на этой пресс-конференции. Одна из них то, что я лично, наверное, Анзор скажет за себя, я лично такого мнения, и это мнение было озвучено не раз до этого, что чеченцы не могут иметь правительство изгнания. Да, в принципе, это такая теоретическая возможность есть, но в силу исторических обстоятельств того, что 5 чеченских президентов стали мучениками на пути борьбы за свою независимость, не покинули территорию Чечни, вместе с ним и представители власти не покинули эту территорию. Я лично считаю кощунственным само определение правительства изгнания за рубежом. Такого быть не может, по моему мнению. Поэтому изначально вопрос должен был стоять как государственный представительный орган за рубежом. Правильная постановка вопроса, как говорится, половина решения. Но, к сожалению, один из 3, скажем, представителей, которые обозначают себя, позиционируют себя как правительство в изгнании, есть один из них, тот, кто открыл ящик Пандоры, назвав свою группу именно правительством. Он считал, что у него есть право так считать, что только от лица правительства он может иметь возможность полноценных переговоров с какими-то международными силами, партиями или правительствами. Но сегодня нам, по прошествии уже более 1,5 десятилетия, это было заявлено в 2007 году, по прошествии 15 лет, мы сегодня видим, что это мнение было ошибочным. Такое решение выставить себя, то есть самопровозгласить себя именно премьер-министром, провозгласить свою группу, в котором есть бывшие министры или какие-то другие чиновники ичкерийского государства,
объявить себя правительством, тем самым открыл ящик Пандоры, и эта власть, она стала яблоком раздора, так как именно этот кабинет министров не был тем органом государственной власти, который им достался по линии преемственности, так скажем, или же он не был избран. Это сподвигло к тому, что другие бывшие члены правительства, представители за рубежом и другие госчиновники, они стали объявлять о своих правительствах альтернативных. Это привело к многовластию, а как выразился Имран Ахаев на минувшей пресс-конференции, к безвластию. Он в этом и прав. Многовластие – это есть безвластие, это есть хаос. Это задача, не решив которую, все люди доброй воли, которые готовы стать то есть эти люди не инициативные, но готовы, если будет единое какое-то движение, встать и пойти за этим. Они все страдают от этого состояния, от этого хаоса, возникшего впоследствии безвластия, так скажем. То есть на этих людях, которые сегодня говорят о том, что они власть, лежит огромная ответственность за то, что они ввергли народ сегодня в такое состояние. Я не скажу, что я считаю преступниками там и стал бы судить, там много всяких таких призывов звучит. Наверное, люди руководствуются лучшими намерениями, но для нас важен результат их деятельности, а он плачевен. И мы старались как-то вразумить, объяснить ситуацию, но встретили стену отчуждения и стену непонимания, и мы никак не можем пробить эту стену. Нам остается только прибегнуть к тем, от чего им не выступают эти правительства, а это народ. Народ должен сказать свое последнее весомое слово. Маркович Виктор, проведение съезда предполагает избрание представителей? Вопрос. Есть видение, по какому принципу могут избираться представители на съезде? Любой съезд предполагает наличие делегатов. Ну, конечно, сегодня мы живем в чужих странах, под юрисдикцией чужих стран. Люди разбросаны неравномерно по этим странам и городам. Если, скажем, на родине, в Чечне, мы могли разбить всю территорию по избирательным округам и с какой-то долей системности в соотношениях населения провести предвыборную кампанию, так скажем, избирательную кампанию или там с получением мандатов, позволяющим выдвигаться делегатами на этот съезд. В нашей ситуации мы не можем себе такого позволить, поэтому системности не будет, но в любом случае должен быть соблюден принцип делегированности участников этого съезда. Поэтому мы на пресс-конференции определили, что человек может выступать делегатом и от 3 других чеченцев, которые по каким-либо причинам не могут выехать на этот съезд. Но лучше, конечно, если он будет представлять 5, 10, несколько десятков, а то и сотню жителей своего города или района какого-то города, где чеченская диаспора достигает там большого количества, скажем, такие города, как Страсбург, Ницца, Вена. Есть такие города, где Леж, где живут очень много чеченцев. В этих городах делегаты могут быть направлены и от сотни людей, и от десятков людей, но также и от нескольких единиц, так скажем, от 3 до 5 до 10. И что им требуется для того, чтобы они стали делегатами съезда? Им требуется условно мандат по-русски, по-чеченски это будет тюшелкехт. То есть просто элементарно можно взять обыкновенный лист бумаги форматом А4, желательно по-чеченски написать тюшелкехт, ох, цеяхкан, харстак векалво, тхайцарах, гулумях камелда. И подписи. Имена даже не нужны, потому что сегодня это сопряжено с рисками личной безопасности. И каждая подпись, она уникальна, она своеобразна.
Можно поставить просто инициалы, отметить город, дату, подпись. Если человек не боится за это, он может подписаться полными данными. Это будет, конечно, предпочтительнее. Мне это видится так. Помимо этого могут принять участие не делегаты. Они будут в другой категории гостей съезда. Они могут представлять самого себя лично и могут также высказывать свое мнение, как любой свободный чеченец. Да, еще чеченский батальон имени шейха Мансура. Здесь пишут. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, Анзор, давай тубори. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллах баракату. Маршвол, Аллах рейсхул, ва масира бол, Аллах айту. Ассаламу алейкум, все городу, шейх Мансур батальон дек шпашка, ва оша гина, цабеш халга дин бэвш, цабеш ицтях, цигуан шейн бэвзна бу. مسار قسوي قصلا ما شاء الله شو ده الأكتوب وده عالش ده Амин. Кест Бурдуа, иншаллах. إن شاء الله. Затем Хантер Киллер. Возможно, впервые в истории мы завоюем свободу без крови. Все возможно. Мы сейчас не можем сказать, что будет через месяц или через год. Поэтому все в руках Всевышнего. Но будем делать все, чтобы мы пришли к этому дню. Анзор, вот важный вопрос от Воежови. Он пишет, что есть какие-то обиды. Я не знаю, какие могут быть обиды между кем и какие обиды. Тут вопрос вообще не стоит ни о каких обидах. Тут вопрос стоит о решении национальных проблем. Если ты утверждаешь, что у нас этих проблем нет, то это неправда, это не соответствует действительности. А если есть эти проблемы, то они должны быть решаемы. Кто-то должен их решать. Если нет понимания, что они должны решаться, что просто нужно сидеть, ждать, что какое-то правительство на белой, как бы на тарелочке нам поднесет независимость, и мы просто вернемся и сядем в наши дома, будем жить, поживать, но это утопия просто. Также есть профанация. Профанация всего того, что достигнуто в недавней новейшей истории чеченским народом. Профанация самой темы независимого государства. Я приношу извинения перед нашими зрителями. На пресс-конференции, в комментариях, в прямом эфире прозвучала критика в наш адрес с Анзором. У нас с Анзором была очень тяжелые 2 недели, можно сказать, в разъездах по городам Европы с подготовкой пресс-конференции. Эти 2 недели, а для меня, может быть, даже чуть раньше, и самого Анзора, который выехал с Украины совсем недавно, у нас это последнее время было очень напряженным. Мы с ним не высыпались в сутки 2-3 часа, от силы 4 часа. У нас были многочисленные встречи, бесконечные дискуссии. Все это сильно утомляет. И мы имеем какой-то лимит физических сил. У нас язык заплетается. Мы нечетко, может, где-то выговариваем наши мысли. Если люди хотят понять суть сказанного, они придираются к каким-то мелочам. То есть, если люди хотят чего-то позитивного, то мне кажется, что это просто обыкновенные придирки. Неважно, в каком мы находимся состоянии, важно то, о чем мы говорим. Тут еще по этому моменту мне как раз на телефон пишут: попроси тех, кто разбирается технически, то есть звук, свет и так далее и тому подобное, чтобы помогли на съезде. Ну да, нам нужны люди, помощники во всем. В технически, кто разбирается в этом, кто может отвечать за это. Могу я так? Да, конечно. Потому что я просто вот это, смотри, вот как читаю у меня со зрением. Очень. Так что нам нужны такие помощники. Бер? Бер, ага. А что плохого вот это, да? Да. Ну, зачитай. А что плохого, если Закаев
объявил себя, это может временно, можно после деоккупации, можно сделать выборы. Нет, проблема есть в том, чтобы кто-то себя о чем-то объявлял. Это уже сама по себе проблема. Но хуже то, что если он себя объявил, он открыл этим ящик Пандоры, объявили о себе и другие. Вот это стало проблемой. Мы постарались решить эту проблему, но она оказалась неразрешимой. Вот сейчас я объясню на практике, как это может. Сегодня в связи с войной в Украине чеченская тема вновь стала актуальной. У нас появился исторический шанс, чтобы опять напомнить миру о нашей трагедии, оккупированной нашей территории, оккупации нашего государства, геноциде чеченского народа и договориться о планах на будущее, заполучить союзников для этого. И с кем сегодня, скажем, договариваться мировому сообществу, с кем, с 3 правительствами. Вот здесь возникает непреодолимая такая проблема. И после деоккупации выберем. Но почему кто решил, что, скажем, сегодня Закаев делает какой-то указ о назначении своих людей в Украине? Ну вот последний пример. Он назначил генерального представителя в Украине, так, как он именуется, сейчас я посмотрю, Бяхмобилев, чтобы быть точным. Исам Мусаев я сейчас прочитаю, когда Джамбулат закончит. Вот Юрий Шулипа, он назначен, как я понял, генеральным представителем Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия в Украине. И, Анзор, мы с тобой сегодня видели, да, 27 числа, вчера, кажется, назначили президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, кажется, назначили Стамахина, да? Сегодня читали. Да, назначили Стамахина, также генеральным представителем от президиума Чеченской Республики Ичкерия, представителем в Украине. Вот один яркий пример, к чему приводит вот эта ситуация наша. И теперь сегодня вот для украинского, Украина это не банановая республика, это вполне себе современное состоявшееся государство, с кем договариваться украинскому правительству. Вопрос стоит. И этот Бер, который задает вопрос, вот это к тебе обратный вопрос. Дай на него ответ. И если ты на него дашь ответ практически применимый, да, к этой ситуации, мы будем вынуждены согласиться, что никакой съезд не нужен, что эта проблема решима таким-то образом. Но мы не нашли иного выхода, кроме как постараться, первое, постараться объединить их всех в одно единое правительство, а когда эти попытки не увенчались успехом, б, созвать национальный съезд. Есть ли какие-то другие предложения? Вот. Алейкум ассалам, Исам Мусаев, он пишет, наш брат пишет. Анзор и Джамбулат, ассаламу алейкум. Вопрос Джамбулату. Джамбулат, как тебе ответ Тумсо на твою лекцию? И второе, чем объяснить пассив Тумсо к событиям с Страсбурга? Исам Мусаев, спасибо за вопрос. Очень актуальный и интересный вопрос. У нас с Тумсо состоялась публичная дискуссия, в котором были свидетели там тысячи зрителей на тот момент. Наверное, после еще большее количество людей посмотрело эту дискуссию, послушало эту дискуссию. И у нас, можно сказать, была такая неофициальная договоренность о том, что мы не будем больше вступать в какие-то дистанционные дискуссии, а только будем говорить на эту тему публично в присутствии. То есть в этих дискуссиях должен присутствовать сам Тумсо и должен присутствовать я, и при этом должна присутствовать публика. Я стараюсь придерживаться этого принципа, вот этих негласных договоренностей. Но я сегодня вижу, что Тумсо начал выкладывать старые записи, и он может сказать, что нет, он также придерживается вот этих негласных договоренностей, а просто выкладывает старые
наши старые дискуссии. Вот такая ситуация. Я не знаю, какую ей дать оценку, но мне это видится так. Поэтому я сегодня не хочу также открывать ящик Пандоры, чтобы опять вступать в какие-то дрязги с Тумсо, чтобы продолжать вот эту тему. Я дал вполне себе внятную оценку нашей позиции. Я, скорее всего, дальше в статьях буду также озвучивать без акцента на дискуссию с Тумсо. Я имею право как частное лицо, как человек, который сегодня вынужденно занялся политикой, я буду озвучивать свое мнение, свое политическое видение, и это никак не будет идти пересекаться или иметь цель дискутировать с Тумсо, у которого есть другое мнение. А то, что он прохладно отнесся к нашей идее национального съезда, это нужно спросить самого Тумсо, но мне не понравилось его вчерашнее заявление, что это была пресс-конференция сторонников Бортмашо. Во-первых, Анзор Масхадов, сидящий рядом со мной, не является и не являлся никогда членом организации Бортмашо. Это самостоятельная политическая личность. Во-вторых, на этой пресс-конференции присутствовал Муса Таипов, который являлся или является до сих пор членом президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Затем в зале были люди, которые не поддерживали политику Бортмашо, но проявили интерес к проведению национального съезда и пришли на эту пресс-конференцию, задавали вопросы, противоречащие политической линии Бортмашо. Вы, наверное, все слышали эти вопросы. В силу всех этих перечисленных обстоятельств нельзя сказать, что готовящий съезд, это съезд сторонников организации Бортмашо, или сама конференция, то, что она являлась пресс-конференцией сторонников Бортмашо. Вот, к примеру, я сейчас искал, нашел, вот меморандум, принятый на пресс-конференции. Я опубликовал его у себя на странице Facebook. И вот здесь подписанты, члены оргкомитета, 5 человек, которые были в президиуме. И затем подписанты из гостей пресс-конференции. Здесь мы видим 47 подписей. Участников пресс-конференции было 90 человек. Правильно, Анзор? Да. Это говорит о том, что, это говорит о том, что ровно половина участников пресс-конференции не подписались под меморандумом. Это говорит о том, что они имели другое мнение, правильно? Может и другое мнение. Может другое мнение, а может просто оплошность какая-то, что не соизволили подписать. Там могут быть разные причины, но факт, что в этом зале не все были согласны именно с каким-то политическим видением Бортмашо или с видением твоим политическим видением, Анзор, или с другим участником. Эти люди зато пришли туда. Да, вот это и есть то, что мы хотим сказать, что это была пресс-конференция, на которую пришли люди разных политических воззрений, заинтересованные или интересующиеся темой проведения национального съезда. Вот это тоже ответ на заявление Тумсо, что эта пресс-конференция была пресс-конференция сторонников организации Бортмашо. Вообще с этим согласиться мы не можем. Чеченец Нохчичу Аргунский. Так, я полностью зачитаю это сообщение. И мы тут сидим для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ну, в общем так. Он пишет: Ассаламу алейкум, Анзор, Джамбулат. Не могли бы мы оставить этого Закаева и его группировку в покое и не упоминать их, не делать из них большую значимость для нашей общей идеи? Я просто выскажу свое мнение. Я не хочу, чтобы мы топтались на одном месте, как это делали 20 лет. Все мы. Я обвиняю всех. Не беру одну личность, и я сейчас не иду против одной личности. Я иду против нас всех. Я имею в виду, что мы должны сделать все противоположное, а не заниматься тем, чем мы занимались. Значит,
Если 20 лет что-то не получилось, значит, нужно найти что-то другое, чтобы все это изменить, чтобы выйти из этого кризиса. Вот что мы сегодня делаем. Мы не идем против определенно против Закаева там, или какие еще против таких людей. Мы хотим что-то сделать. И мы не хотим кого-то сейчас, какого-то лидера избирать. Нет, это не так. Нет сегодня лидера. И невозможно сегодня выставить одного лидера. Нельзя. У нас закон такой. Лидер может быть у нас появиться тогда, когда мы вернемся домой, когда будет деоккупация, когда мы проведем свои выборы законным путем и спросим у народа, кто лидер или что хотят люди. Вот тогда уже будет ясно, кто будет лидером. А сегодня все эти разговоры про лидерство и так далее, это пустые разговоры. Наши лидеры, все лидеры погибли. Они были убиты во время войны и убиты русскими оккупантами. И сегодня мы находимся без лидера. Вот в таком кризисе мы сегодня находимся. Это результат, скажем, войны. Войны, которая унесла жизни наших братьев, сестер, наших героев. И вот таким образом мы находимся сегодня в этом кризисе. И мы должны все вместе выйти из этого кризиса. Вот что мы сегодня предлагаем. Мы здесь ничего не делим, потому что нет ничего, чтобы что-то делить. Мы призываем всех нас, всех активистов. Вот поэтому я, когда тут на этом канале, я сейчас за себя говорю, я призывал всех. Я был бы рад видеть любого человека, будь противоположного мнения, видеть на этой встрече, на этой пресс-конференции, чтобы поговорить потом, после проведения пресс-конференции, во время этой встречи, обговорить любые моменты, любые вопросы, то, что мы и сделали с людьми, которые туда пришли. Вот. Мы звали всех, мы призывали всех, и мы готовы встретиться с любым человеком. И так открыто, или вообще за закрытыми дверями обсуждать любые вопросы. Мы готовы к этому. И еще раз повторюсь, мы просто говорим о том, что мы должны делать то, что нам велит и говорит Аллах. А Он говорит: объединяйтесь, а не разделяйтесь. Анзор, в связи вот этим вопросом еще хотел бы себя дополнить. Да, национальный лидер, он должен быть определен всем народом на независимой территории, независимым народом, правильно? Поэтому сегодня не может быть речи о национальном лидере, о едином национальном лидере. Но мы сегодня, чтобы отстоять нашу государственную недвижимость, оккупированную территорию, оккупированную страну, у нас должен быть какой-то орган, представительный, то есть тот орган, естественно, государственный орган. Чтобы он был государственным, этому органу нужно опираться на основной закон страны, на Конституцию. И этот орган должен быть именно представительным, а не властвующим. Здесь, в Европе, мы не вправе над чем-либо властвовать. Здесь есть правительство своих стран, которые и не позволят над чем-то властвовать. Это просто абсурдно. Но представительный государственный орган, который будет защищать интересы чеченского народа, чеченской нации, отстаивать возврат своего независимого государства, он должен быть выстроен. И вот этот съезд призван решить этот вопрос. Каким образом это сделать? Конечно, у нас будут свои предложения. И у других делегатов, представителей каких-нибудь движений политических, партий тоже, наверное, будут свои предложения. Они уже озвучены несколькими партиями. В устном порядке. Они готовы прийти на этот съезд и выступить со своими предложениями. В итоге обсуждения этих разных концепций, разных программ, мы придем к какому-то единому мнению и намерены создать вот этот орган. Но у этого органа должен будет быть какой-то представительный лидер, так скажем. Не национальный лидер, а лидер, который от имени этого органа, советуясь с этим органом и согласовывая с ним свою политическую деятельность, будет вести
какой-либо переговорный процесс с внешним миром, так скажем. Это совсем иное, нежели самопровозглашенный правитель, самопровозглашенный премьер-министр. То есть в этом есть большая разница. Означает ли это, что этот представитель или орган, как мы это назовем, будет представлять тех чеченцев, которые находятся, живут, проживают на чужбине? Ну, эти, как мы говорим, называем числа более 300 тысяч. Так как съезд будет иметь делегатов, по крайней мере, у него будет та юридическая основа, база, которая уполномочил этот съезд. То есть базу представительскую он будет иметь, но это не будет являться правительством. Это будет временный орган, который будет работать на деоккупацию нашей страны. И когда мы сможем этого достичь, тогда только пройдут всенародные свободные выборы, и только тогда будет избран народный лидер. А к тому времени, вот сегодня даже сам вопрос лидерства, он такой несколько провокационный и приводящий к разногласиям. Не может быть лидера, пока не будет какой-то событийности исторической. Только исторические события, сам процесс деоккупации может быть выявить этого лидера. Он может быть кем, кто угодно может быть им. Сегодня, сидя здесь, в чужих странах, скажем, не занимаясь на местах проблемами своего народа, не может определиться или выявиться национальный лидер. Я считаю, что это какая-то уловка для российских спецслужб, потому что мы действительно, наше общество разделено этим, когда мы говорим про лидера и так далее. И просто нам надо выйти из этого. Нет сегодня лидера. Лидер будет тогда, когда мы изберем его, то есть у себя дома, на своей родной земле. Только так может решиться этот вопрос. И моя личная позиция, я готов поддержать любого человека, который будет избран народом, встану за ним, буду его помощником и буду идти до конца, если он будет делать все, что говорит нам Всевышний, и все, что хочет и ждет от него чеченский народ. То есть мы будем помощниками, иншаллах. Я буду, и как ты уже подтверждаешь, ты тоже там, Влад. Это сегодняшние действия, наша работа не за лидерство, нет. Мы хотим стать рядом со своим народом и делать все, что хочет от нас народ. Вот такие у нас цели. Да. И, кстати, вот тут эти провокаторы поднимают такие вопросы. Вот Анзор вместе с Бартмар-Шо, Анзор вошел в эту организацию. Ну, я много раз читал, много раз это слышал. Я просто хочу поставить точку рядом с Джамбулатом. Вот. Как ты уже сказал, организаторы этого мероприятия, пресс-конференции и встречи, проведенной здесь в Страсбурге, а также то мероприятие, которое будет проведено скоро, иншаллах, организаторами этих встреч являемся все мы, не определенно одна организация. Я здесь, в Страсбурге, был на этой встрече, от своего имени, а также от имени своей организации, а не от имени Бартмар-Шо или там Ассамблеи чеченцев Европы. Вот. То есть я человек со своим мнением и со своими взглядами. Может, у нас с Джамбулатом в чем-то что-то оно может различаться, да, но мы сидим вместе и пытаемся что-то сделать, к чему мы и других призываем. Вот. А дело не в организациях. Да, было бы хорошо, если бы с нами были 10 организаций наших. Они есть, они существуют в разных странах Европы. И поэтому, вот, пользуясь сейчас моментом, я просто хочу в очередной раз призвать все эти организации и публичных личностей, активистов, всех блогеров и других людей, чтобы мы вместе работали
Давайте все это организовывать вместе и давайте вместе работать. Мы должны критиковать друг друга в нормальной, приемлемой форме. Мы должны советовать друг другу, но мы должны работать вместе и идти по одной линии именно до той цели, до деоккупации и делать все, что хочет от нас народ. Дать им уверенность надо, народу. Кстати, еще чеченский батальон имени шейха Мансура пишет. Так, Freedom Style. Закаев не имеет никакого отношения к батальону шейха Мансура. Анзор является официальным представителем батальона шейха Мансура по политической части. Если с кем и нужно о чем-то говорить, это задача Анзора. Ну да, брат, мы это разложили именно так. Анзор это пишет именно представитель? Да, представитель. Но он пишет другому человеку, я просто еще хочу добавить. Да, мы во время встречи нашей в Украине обсуждали именно такие моменты. Я вот открою такие моменты. Когда я приехал в Украину, вот Джамбулат тоже послушай, мы, кажется, об этом и говорили. Когда приехал туда к батальону имени шейха Мансура, эти люди были те, с кем я имел контакты. То есть я к ним приехал и сказал нашему брату, уважаемому Муслиму Чеберлоевскому, что приехал сюда подчиниться вашей дисциплине, потому что у вас, Муслим, здесь уже поставлена эта дисциплина, мы это называем низам, и я, приехав сюда, будучи вашим гостем здесь, хочу следовать вашему низаму, то есть дисциплине, и что буду делать впредь. И во время нашей встречи с нами присутствовал всеми известный мысли ислама, как мы, да, Ислам Белакиев, как мы называем нашего брата. Вот. Его поставили, чтобы он проводил работу по информационной части, а моя часть была вот именно политическая часть. То есть мы стали помощниками друг другу. Антон, я извиняюсь, перебью. Я был свидетелем. Нет, ты продолжишь мысль, иншаллах. Просто я хочу отметить нашим зрителям, что я по воле случая стал свидетелем того, как тебе лично, самим Муслимом Чеберлоевским, выдавалось удостоверение батальона шейха Мансура. Просто хотел бы подтвердить, что это является именно так, как ты говоришь, как здесь пишут представители батальона. Если оно у меня сейчас есть. С собой, да. Вот это удостоверение выдавалось при мне лично. Да. Мне было приятно, что это удостоверение выдано нашим братом Муслимом. Аллах дал Ларуэли. Я, кстати, отмечу, что я был гостем батальона. В батальоне я не вступал. Ездил в Украину, как уже отмечал, с дипломатической миссией. Вот. Ну, это по отношению вот того, что написал наш брат свидетельство. Так, Асад Шам, валикум салам, брат. Ты пишешь, как считаешь, возможно ли признание Ичкерии Украины и как то воздействовать на мировое сообщество, чтобы избавиться от проклятой России и, наконец, обрести свободу? Вся наша работа, которую мы проводили там, в Украине, мы провели много встреч, мы не обо всем рассказали и не все показали. И работа, которую мы здесь совместно со всеми проводим, именно направлена для того, чтобы было признание, а также были признаны геноцид чеченского народа, также оккупация нашей родной земли. Вот. Именно вот такие цели стоят, которые мы поставили перед собой. У нас очень хорошие отношения с Украиной, и мы высказываем свою позицию по поводу
войны, по поводу наших отношений. И мы еще раз подтверждаем и еще раз говорим, что мы сторонники Украины в их борьбе, в их справедливой борьбе против русских оккупантов. И будем делать все, что в наших руках, и идти до конца, до полной победы, до полного краха путинского режима. Иншаллах, он будет. Анзор, вот смотри, по поводу тех, кто хотят просто ждать изменения ситуации, сидя на берегу, как говорят, ждать погоду на море у берега. Да. И тех, кто хотят выйти в море, скажем, не озирая на, может быть, непогоду, и идти курсом, да, вот это разные подходы к решению проблемы. Вот по мне, люди здесь, которые сегодня в Европе, я не хочу никого делить по категориям, но если мы видим, что разные суждения у людей, мы должны понимать, чем мотивированы эти суждения. То есть, если есть люди, которые сегодня, будучи приверженцами ичкерийской идеи независимого государства, но при этом ездят домой, строят дома, встречаются с родственниками, возвращаются, пользуются благами европейской цивилизации. Вот этим людям, в принципе, им незачем хотеть каких-то потрясений. Они могут сами себя обманывать, что в один день все равно само собой все как бы может устаканиться, измениться. Тем временем они свою жизнь проживают, как бы стараясь усидеть на двух стульях. Их дети, они просто, скорее всего, не захотят возвращаться в Чечню, потому что Чеченская республика ни в своем нынешнем состоянии, ни в том, скажем, ближайшем будущем, которое нам видится, не будет иметь той стабильности, которую может предоставить европейские страны. Значит, эти дети останутся здесь, в Европе. Это поколение можно считать потерянным для нас. И эти люди просто доживают, как первое поколение, свой век здесь, в Европе, возвращаясь домой на каникулы. То есть это та неактивная часть людей, на мнение которых нам нет никакой необходимости ориентироваться. Понимаешь? Вот. И есть другая часть категории людей, которые, скажем, не хотят себя отягощать какими-то обязательствами перед народом, но при этом хотят быть как бы в теме, как говорится, хотят быть министрами каких-то профанаций, каких-то бутафорных правительств. У этих людей есть некоторая корысть, некоторый мотив, но никак не согласуется с интересами чеченского народа. И эти люди сегодня, те, кто активны в соцсетях, вот, пробрасывают вот такие провокационные, как бы, провокационные вот эти посты насчет того, что вы там хотите что-то разрушить. Чтобы что-то разрушить, что-то должно быть. Нету такого. Уже разрушено. Мы из разрушенного хотим что-то восстановить. Да. И есть третья категория людей, которые не забыли, но это очень мало категорий людей, которые не забыли то, что было сотворено над чеченским народом, тот геноцид, который над нами был произведен, своих убитых, близких, родных, товарищей, друзей, матерей, отцы, сестры, братья. Вот все, что над нами произошло. И то, что сегодня творится, геноцид другого порядка, когда рушится древние устои чеченцев, когда меняется сама ментальность, психика чеченского народа. И чем больше это будет продолжаться, тем все дальше мы отходим от того, чтобы... То есть мы можем прийти в один день к точке невозврата. И чеченцы просто будут ассимилированы в этом российском государстве. Вот это опасение, эта боязнь, она движет людьми, которые хотят изменения, которые хотят действовать, чтобы как-то постараться изменить ситуацию, которая, может быть, наша ситуация видится не совсем кому-то реальным, но мы видим, что насколько сильно может ситуация меняться в мире, а изменение ситуации в мире приведет однозначно к изменению ситуации в самой России и в Чечне. И этот новый калейдоскоп политической расстановки сил,
он может нам дать очередной шанс тому, чтобы добиться возврата своей государственности. Вот на этих людей мы ориентируемся, на людей с активной политической позицией, с активной жизненной позицией. На этих людей мы ориентируемся, и на них мы надеемся. Сандар, Джамбулат, Анзор, не ложите флаг Ичкерии, так как после вас его некому будет поднять. Ну да, я как-то соглашусь в том, что именно надо согласиться в том, что именно наше поколение, наши сверстники должны задуматься над тем, чтобы сегодня восстановить все разрушенное. Потому что это будет сложно тому поколению, которое идет за нами. И сегодня не только Джамбулат или Анзор, а именно все мы должны проявить все, сделать все возможное, то, что в наших руках, чтобы восстановить разрушенное и поставить это, направить это все в правильное русло. Насчет флага. Этот флаг, у нас за столом их много, если что. А ну покажи. Они у нас везде, мы этот флаг не положим, это наша гордость, это наши атрибуты. Мы за свое государство, мы за чеченское государство, того государства, которое строили наши лидеры, начиная от Джахара Дудаева и все другие лидеры. Так что мы будем держать в руках этот флаг. Анзор, вот смотри, часто возникает вопрос по поводу, будут ли приглашены представители вот этих трех правительств. Но мы уже как бы на пресс-конференции ответили на этот вопрос. Вот, все время муссируется один и тот же вопрос. Насчет представителей правительств, будут ли они принимать участие на нашем съезде, национальном съезде. И у меня вот есть 3 документа. Вот один из них дубликат, пригласительное письмо, вот, за подписью Бортмашо Кюгл Сулейманов Джамбулат, Бортмашо Кюгл Очун Дини Аванча, Османов Сайд Ахмад, Бортмашо Кюгл Очун Гулук Аванча, исполнительный директор Богдуиза, версия Исламов Умар. Вот 3 подписи. И вот здесь данный документ принят, подписан Сейд Амином Ибрагимовым. То есть этот документ, это дубликат, потому что он был доставлен до Ахмеда Закаева. Ахмед Закаев тот единственный человек, который публично не отказался от встречи, но который при этом не явился. А 2 остальных представителя вот, как бы заявленных правительств, это Идигов Ахьяд, вот тот же документ, подобный документ с 3 подписями, но они честно сказали, что они не придут к соглашению и не подписали этот документ и не приняли его. И то же самое вот Сараляпов Жалауде. Такой же документ был послан ему с 3 подписями от представителей нашей, руководителей нашей организации. Также они отказались честно, за что мы их уважаем, за правоту и за честность. И с этими людьми нам, по крайней мере, легко говорить, потому что их позиция, она выражается прямо и честно. Здесь дата 17 января 2020 года, то есть это 2 года назад. До этого предшествовало 3 года усилий для того, чтобы посадить этих людей за стол переговоров без предварительных условий. Потому что выдвижение предварительных условий это ставило перед ними такие непреодолимые препятствия, которые не могли позволить вообще состояться этой встрече. То есть, чтобы как-то перед чеченской публикой выглядеть договороспособным, Закаев подписал, представитель Закаева подписал документ. И публично им это было заявлено, но он не пришел. Поэтому вот этот факт один из множества других фактов, которые мы хотели бы засвидетельствовать сегодня здесь,
И думающий, я думаю, человек поймет, что с чем связана эта проблема. Эта проблема не связана с нами. Вях мобила, азоты. لا تعال تعال لا تسمعون. Алло. Валейкум салам. Вот у нас прямой эфир. Тебе Так, я сейчас отключу телефон. да. Мне кажется, что это было что-то важное, но лучше телефон отключить. Рикардо Феррари пишет: пожалуйста, ответьте, я писал на Facebook Жамбулату, может, он не видел. Может быть. Я посмотрю, где, в какой теме, потому что мы в эти недели, как мы уже сказали, в разъездах, и следить четко за всеми сообщениями у нас не получается. Если там что-то важное написано, лучше написать что-то это в личку, это будет ранее. Ну, то есть я смогу ответить побыстрее, чем буду где-то выискивать сообщения. Угу. Была еще одна тема, вот у меня телефонным звонком немножко сбились мысли. M Constructions Anzor Mowa. Дик Дутхо, алхамдулилlah. Я читал еще один вопрос, который? но вот я сейчас уже не помню, я на делочке плохо видно было. Насчет потребительского общества. Это вопрос такой несколько эсхатологического характера, то есть это вопрос идеологии будущего, идеологии государства. И был другой вопрос насчет стратегического вопроса, который, то есть вопрос был, я сейчас не помню дословно, будут ли обсуждаться вопросы стратегического планирования. Вообще, съезд – это не такой формат, на котором могут обсуждаться вопросы государственной концепции, может быть, только в каких-то общих рамках. Это вопрос, который должен решаться на встречах другого формата. Но сегодня перед нами стоит вопрос конкретный. Это решить вопрос безвластия или многовластия, решить вопрос представительного государственного органа. И уже далее сам этот орган может решать вопросы стратегического планирования или каких-то там идеологических вопросов. Мне это кажется так. Как ты думаешь, Антон? Потому что большой национальный съезд не может решать такие вопросы. Это просто будет практически, физически это нереализуемо на таких съездах. Если будет уже принят какой-то документ, готовый, скажем, избранным органом, будет принят какой-то документ или проект какого-то документа, он может быть вынесен на очередное заседание съезда, скажем, или на очередной съезд, который может быть специально созван для решения, для принятия решения, то есть для решения по принятию данного документа или нет. Что-то вроде референдума, так скажем. Но мы надеемся, что уже нам сегодня не понадобится какие-то там планировать что-то такое долгое. Мы надеемся, что в ближайшее время нам предоставится возможность отстаивать наше независимое государство уже на территории Чеченской Республики Ичкерия. Мы на это надеемся. А пока что мы просто ведем предварительную работу, не имея политических целей, не имея четкой политической стратегии, эти вопросы решить невозможно. Сегодня ее нет. Вот это еще один вопрос к так называемому правительственному изгнанию, или же тому, кто инициировал вот этот разлад, тому, кто первый захотел именно называться там правителем от всего народа. Вопрос должен быть к нему задан. Что стратегически они планируют на будущее? Насколько я смотрел, нет никакого стратегического планирования и не видно никакой внятной концепции этого. Мы-то стараемся в своих статьях как-то предоставить народу что-то, что могло бы иметь представление о будущем. Конечно, эта работа, она огромная, ее нельзя как бы завершить в одночасье, но эта работа нами, по крайней мере, ведется. И
озвучены наши видения на будущее в многочисленных работах. Поэтому это также очередной вопрос. И есть еще один очень важный вопрос, Анзор. Если у тебя сейчас есть необходимость ответить на вопросы, я могу после ответить. Да. Вот высказывается такое мнение, по мне это миф, специально рожденный миф, что сегодня с нашим кабинетом министров и именно с премьер-министром имеют обратную связь и готовы только с ним как бы вести диалог правительства европейских стран, правительства Украины. Вот этот специально рожденный миф для того, чтобы оболванивать чеченского обывателя, это полнейшая профанация самой ичкерийской идеи. Она требует, мне кажется, такого внимательного рассмотрения. Я могу сегодня просто коротко заявить, что европейские правительства, европейские политики – это все-таки люди дальновидные. Не потому, что они сами, но за них работают государственные институты. Им на стол ложатся какие-то докладные документы, в котором дается всеобъемлющая оценка событиям, действиям, политикам, личностям. И в этой ситуации просто абсолютно невозможно, чтобы сегодня на чеченцев, на кого-то, на какую-то силу чеченцев сегодня в нашем состоянии была сделана ставка и имели бы какие-то программы на будущее в нашем этом состоянии. Мы знаем, что элементарно в бизнесе не вкладываются деньги в провальный проект, а политика – это все-таки вещь куда более серьезная, чем бизнес. Поэтому это просто миф, который призван оболванивать чеченского обывателя. Нет ничего подобного. И именно отсутствие такой силы сегодня как раз-таки тормозит процесс, чеченский процесс. Кстати, по этому поводу, Анзор, вот смотри, мы когда призывали сесть за стол переговоров 3 стороны, так, у нас идет эфир? Да. Это 20-й год, да? В это время стали проявлять активность там, хождением по пустым кабинетам Европарламента. Помнишь это время? Да, конечно. Да, вот это вот такая имитация деятельности, которая за собой реально ничего не имеет. И сегодня, когда мы начали говорить о предстоящем национальном съезде, мы видим в этот же день или за день до этого выступление о том, что направляется делегация в Украину, которая будет подписывать какой-то межправительственный договор. И вот вчера, после проведения съезда, в центре Киева выступил представитель Закаева Салтаханов Алим Паша о том, что подписан межправительственный договор с военными структурами Украины. Вот. Мы будем рады, если нам предоставят сам документ договора, опубликуют, покажут подписантов этого договора, текст самого договора, о чем договаривались. Потому что мы знаем, что это очередной акт бутафории, что подобного просто не может быть. Анализ всех предыдущих действий просто нас подводит к такой мысли. Если мы окажемся неправы, мы просто извинимся, я лично извинюсь вот за эту часть выступления, так скажем. Ждем документа подписанного. Там да. Что-то я тоже видел. Я считаю, что по поводу этих призывов к участию в войне в Украине. Для меня они выглядят как Кадыров. Те, которые сегодня призывают нашу молодежь воевать, участвовать в этой войне. Какая разница, как это получается? Наш народ испытал 2 войны. Мы должны задуматься, какие у нас были потери. Вот. И считаю, что никто сегодня не имеет права призывать на войну. Если человек хочет туда поехать, я даже в том направлении
чтобы воевать за Украину против России, то этот человек, чеченец, должен в первую очередь сам подумать, зачем он туда едет, то есть очистить свои намерения перед Всевышним Аллахом, и лишь тогда поехать туда, в Украину, воевать против России. Но я противник того, чтобы какой-то человек становился и призывал нашу молодежь на войну. Мы не должны быть похожими на тех, о ком я сейчас говорил. Вот, мы больше должны, наверное, сохранить себя, сохранить свою молодежь, направлять их в правильное направление, чтобы эта молодежь училась, чтобы они были полезны для нашего государства, для нашего народа. Ну и, конечно же, кто бы ни призывал, люди все равно туда едут. И вот буквально недавно, насколько я знаю, более 100 человек уже поехали, от себя поехали в Украину воевать против России. Вот такое у меня мнение. Да, тут как раз шел параллельный вопрос насчет призыва в Сирию. Ну ладно, это такие как бы... Легко здесь, да. к примеру, легко таким людям находиться в одной из европейских стран и посылать туда молодежь. Да. Человек, который может и имеет право это сделать, например, Муслим Чеберлоевский. Человек, который воюет против... Но не призывает никого. И он тоже даже не призывает. Человек очень скромный, я уважаю этого человека. И даже, как я сказал, находясь на фронте, он этого не делает. И какое право имеют те, которые живут здесь, в Европе? Так, я потерял вопрос. Муслим не призывает, потому что вообще нет, сегодня в Украине нет проблемы в бойцах, как мы это знаем, да, сама украинская страна об этом заявляет. Есть проблема в поставках вооружения, средств ведения войны, в количестве военнослужащих сегодня Украина не испытывает нехватки. Поэтому чеченский народ, пострадавший в недавнем прошлом от 2 масштабных войн, даже не имеет такой возможности. То есть ставить задачи, определять приоритетность задач, это одно из свойств политика. Если не определяется приоритетность задач, то политик несостоятелен. Сейчас на этот вопрос ответить, я отвечу тебе. Ты ищешь документ, да? Кое-что. Все, хорошо. Это важно, чтобы больше таких умников не было. Я вернулся с документами. Почему Джамбулат спрашивает Мамихан Шамилев, почему Джамбулат и ты, Анзор, берете на себя роль арбитров? Кто вас уполномочил на это? Почему вы считаете, что все 3 власти должны прийти туда, куда вы укажете? Я сейчас скажу почему. Потому что, смотри. Потому что кто-то должен исполнять роль модератора, роль арбитра. Если это им являлся бы ты, Мамихан Шамилев, то они должны были... И есть прописана статья Конституции, в которой каждый гражданин Чеченской Республики Ичкерия имеет право на то, чтобы требовать ответ от своего правительства, если это действительно является его правительством, о его действиях. Правильно? Да. Но если у тебя есть другие документы, Анзор, ждем их. Да, сейчас. Ты спокойно ищи. Тут у нас я потерял вопрос Мулко, который спрашивал насчет того, как может быть одновременно являться договор межправительственным и военным. В этом-то и есть вот эта профанация. Военные, во-первых, не имеют никакого права подписывать политические договора или делать какие-то политические договора, представлять какие-то права добровольцам. Это функция политического руководства Украины.
И даже в самом заявлении Алим-Паши Салтыханова есть абсурдность и противоречивость, отвечая на вопрос Мулко. Вот, в общем, я тут разбирал документы. Кстати, это документы оригиналы, может, вам, конечно же, будет интересно. Это документы от наших лидеров в оригинале. Президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, Абдулхалима Садылаева, Алагазов Обалдур. В общем так, Мамихан Шамилев, почему Джамбулат и ты, Анзор, берете на себя роль арбитров? Кто вас уполномочил на это? Почему вы считаете, что все три власти должны прийти туда, куда вы укажете? Потому что, да, бывают такие моменты, которые люди говорят здесь такой видимость создают, то есть тролли говорят, провокаторы. Вот что делал Анзор за эти последние 20 лет, да? Или там что делал Джамбулат. У Джамбулата есть свое, что сказать. Я никогда не выставлял то, что я делал за 20 лет, мол, это делал я, это я сделал вот это. Нет. То, что я делал ради Аллаха. И ни перед кем не должен отчитываться. Но скажу так. Указы президента, нашего президента, которые выданы на мое имя. Здесь вот печать, подпись. Вот. Работал, не покладая рук все эти 20 лет. И этим вот так не козырял нигде. Вот почему я имею право сегодня вот так копаться в истории, говорить о каких-то фактах, говорить о своих идеях, предлагать вот эти идеи. И являясь сторонником независимости чеченского государства, вот, и, конечно, я буду продолжать вот эту работу, которую я проводил ранее, и имею полное право, вот, и, как и Джамбулат Сулейманов. Поэтому, и еще момент, вот, почему вы считаете, что все три власти должны прийти туда, куда вы укажете. Мы не указываем, мы зовем, давайте вместе сядем, разберемся. Но, как ты говоришь, вот эти люди не хотят этого делать. Ну что, нам тогда топтаться на одном месте? Мы имеем полное право, мы люди, все люди, мы имеем полное право открыть любую организацию. И даже вот ты пишущий этот комментарий, ты тоже имеешь полное право открыть свою партию, открыть свою организацию, или даже заявить, что ты премьер-министр Ичкерии, ты это можешь сделать, но ты будешь самозванцем. Вот, ты будешь самозванцем. Поэтому ты, наверное, сам этого не делаешь. Вот, мы тоже не хотим этого делать. А мы все делаем, будучи гражданами Ичкерии, будучи патриотами Ичкерии. И мы готовы сесть вместе с такими же патриотами и обсуждать вот эти проблемы по поводу выхода из этого кризиса. Вот почему мы имеем такое полное право. И наши призывы вот, о единстве, например, мы понимаем, что полного единства никогда не было в истории. И нету сейчас, и не будет никогда. 100% единства. Мы прекрасно понимаем. Но последние наши движения, вот эта идея, наши призывы, вот, именно потому, что чтобы собрать ту часть 10, 20 или 50 или 80% людей, которые действительно понимают, что за все это время, за все эти 20 лет ничего не сделано для людей, для народа. Вот. Да, было много разговоров, но больше ничего. Вот поэтому мы говорим, давайте вот вместе встанем и будем думать о своем народе, деоккупации, вот, и идти вперед, а не топтаться на одном месте. Анзор, Я закончил.
Да, Анзор, это вообще глупо задавать такой Конечно, вопрос. конечно. Но, Я уже отметил, да, что Конституция Чеченской Республики Ичкерия предусматривает, что любой гражданин Чеченской Республики Ичкерия может обратиться с таким вопросом. Вот здесь у меня тоже очередной документ. Это он составлен на чеченском языке, просто я так покажу его для зрителей. В 2017 году, 23 февраля, во Франции, в Страсбург, состоялся митинг, посвященный депортации чеченцев в 1944 году. Мы знаем, что это был не один из, а самый массовый митинг за всю историю чеченской диаспоры в Европе. И вот на этом митинге, после его завершения, мы собрались в мечети, чеченской мечети города Страсбурга, и провели там такое собрание, на котором представители этого съезда, то есть на этом съезде были представители чеченской диаспоры нескольких европейских стран. И здесь вот 30 представителей, вот отмечены на двух страницах, они уполномочили, вот тогда еще это не называлось организацией Барт Маршалла, это было такое движение наших соратников, наших единомышленников, которые взялось просто как проявило общественную инициативу, чтобы как-то решить вопрос разрозненности, решить вопрос консолидации, и они имеют на это право. Но они были уполномочены вот таким большим собранием, этим митингом. Поэтому даже один я в своем лице мог бы выступить с такой инициативой и призвать к нейтральной площадке, скажем, 3 правительства. Ты мог бы это сделать. А тут сделано это от большого собрания. Я не вижу в этом никакого противоречия. Есть вопрос к самому вопрошателю. А как он хотел бы, чтобы этот вопрос решился сам по себе? Что никто не будет призывать, видя, что есть кризис, никто не будет призывать, они сами найдут себе нейтральную площадку. Они могли это сделать в течение 30 лет, но если это им не делается, если нет... То есть мы не мыслим в рамках гражданского общества, сознательного общества, что любой гражданин может проявить как-то свою инициативу. Мы мыслим в рамках какого-то тоталитарного общества, что никто вот раз человек себя назвал, как-то назвался, что его нельзя никак трогать и ни к чему призывать. Мы должны обсуждать это, мы имеем право это обсуждать и говорить это. Дай-ка я сейчас... Что тебе, ножки? Я не очки. Просто у меня зрение у меня очень хорошее. Алхамдулилlah. Я просто отвечу на этот вопрос и пока отдалю свою Wi-Fi все-таки. Анзор, у меня к Джамбулату вопрос. Почему вы, Бартмашу, никогда не осуждаете Кадырова? Почему вы говорите обо всем, кроме предателя? Ну, почему это? Как это никогда? Джамбулат, ответь. Мы говорим об этом. Анзор... Я скажу вместо него. Кадыров враг чеченского народа. Кадыров ничего из себя не представляет. Кадыров наркоман. Посмотрите на его лицо уже. На кого он похож? На себя. На себя похож. На себя похож. Только на себя он может быть похож. Я хотел уже сказать. Ничего подобного я не видел. На свинью какую-то. Так, смотрите, вы можете прочесть мои статьи, посмотреть видео, выступления на украинских каналах по поводу Кадырова, власти Кадырова, марионеточной власти. Ну, это все есть. Просто у меня нет манеры. Я вот не блогер. И таких долгих разговоров об этом я как блогер, конечно, не вел. Но оценочные суждения по кадыровскому режиму у меня есть. И это вполне себе нормально. Так, пока нет Анзора, я постараюсь ответить на другие вопросы. Так, тут есть вопросы насчет объединения кавказских народов. Это вопрос, конечно, интересный, но будет отводить нас от главной темы нашего сегодняшнего прямого эфира. None of your Бусинис пишет, Закаев разделил всех чеченцев в Европе и рассорил всех.
принципе, согласен с этим. Но он это сделал, может быть, не намеренно. И сегодня у него была возможность исправить эту ситуацию. Проблема в том, что он не нашел себе в политической воле сделать это. У него до сих пор эта возможность остается. Будем наблюдать за ситуацией, за развитием ситуации. Так, тут эксперт задавал вопросы насчет потребительского общества. Вот с его очередным сообщением стало ясно, кем является данный эксперт. Пока Анзор отсутствует, я попрошу его заблокировать, который топит там за путь Ахмад Хаджи. Он считает, что здесь, в Европе, мы за потребительское общество, а он хранитель традиции. Каковы традиции? Все традиции чеченского народа марионеточным режимом, они дискредитированы, они вывернуты наизнанку, как изгнание человека из общества, извинение провинившегося, все остальное, отношение к женщине, к мужчине, все это вывернуто наизнанку и искажено. Так. Тут пишут, люди, не оскорбляйте Закаева, имейте честь и совесть. Никто Закаева не оскорбляет и такой цели не имеет. Мы говорим о том, что касается всего чеченского народа. Если человек заявил, что он является лидером чеченского народа, то он должен выслушивать критику в свой адрес. Если где-то есть слова, оскорбляющие самого Закаева, задевающие его личность, прошу, чтобы привели эти слова. И если они действительно есть, то имею мужество извиниться за эти слова. Могу сам привести его слова, оскорбляющие честь других людей, называющие их агентами ФСБ, то есть поклеп, клятва преступления, оговор и покушение на личность с его стороны. Могу привести сам множество таких примеров. При этом здесь нет никакой необходимости сейчас затевать эту тему межличностных отношений. Мы говорим о национальном проекте. И те люди, которые сегодня вбрасывают вот подобные сообщения, мне кажется, они просто хотят раздувать вот эту межличностную рознь, которая только будет мешать нашей работе. Поэтому я и сам намерен, и с Анзором у нас есть единогласие по этому вопросу, что если впредь будут вбрасываться вот такие темы, просто их игнорировать. Мы не могли не ответить на вопрос на пресс-конференции, когда нам он несколько прямо задавался прямо. Мы не могли не ответить на этот вопрос относительно Закаева Ахмеда, потому что это было бы воспринято как уклонение от прямого ответа. Так. Пишет Ибрагим Сандар, вы модератор, мне кажется, было бы правильно, если такие сложные вопросы, которые могут внести разлад между нами, задавать в личку Анзору или Бортмашеву. Совершенно согласен с этим. Да. Все время говорят, вот нас хотят обвинить, что у нас какие-то там личные непонятки и претензии к Закаеву, но на самом деле эти непонятки этот разлад хотят нести те, кто все время задает вопросы о Закаеве, все время хотят сказать, что у нас как бы уже есть правительство, и мы не должны ничего делать. Мы
вполне внятно изложили наши цели. И вот, поэтому что мы можем предложить взамен? Просто игнорировать эти вопросы насчет кого-либо из представителей власти. Вообще, я и раньше говорил, и тут пишу, даже в правилах на этом канале мы просим, чтобы никого не оскорбляли. Мы тут никого не оскорбляем, мы тут высказываем свое мнение, свою позицию, там, свои идеи. В общем, пытаемся сделать что-то для нас всех. И просто еще раз я скажу, не надо оскорблять ни Закаева, ни Джамбулата, ни меня, ни других здесь. И давайте вот не будем этого делать. Нельзя, это некрасиво, нехорошо. Вот документ, Анзор, относительно тебя. Так. Сейчас. Опа. Жаль, мышки нету той. Угу. Сложно поймать это. Да. Анзор, пишет Мамихан Шамилев. Анзор, тех лидеров, которые дали тебе полномочия, больше нет с нами, и козырять этими документами как минимум некорректно. Ну давай тогда возьмем. Так, такие же документы были выданы всем. Всем, которые говорят, что они сегодня легитимны. Я сейчас имена, фамилии называть не буду, но в моей голове там их более 10 человек. И они живут не только в Европе. Вот кто-то будет говорить о разных должностях. Вот. Поэтому я имею такое же право, какое имеют и они. Я не назначил себя там, какую бы должность сейчас, министром финансов, там, министром экономики и так далее. То есть это было бы неправда. А есть то, что было, и я таким остаюсь сегодня, как бы так. Да, наших лидеров нету. Аллах поболдуется. Так, Анзор, давайте так, наша позиция, да, вот моя позиция, твоя позиция организации Бортмашо, это называть вещи своими именами. Если кто-то являлся, скажем, во время бытности Ичкерии министром чего-то или представителем чего-то, пускай ими называется, но не обличает себя там какими-то властными полномочиями, которым он не был наделен. Правильно? Ну, перебью тебя. Например, бывший депутат, да, нашего парламента Ичкерии, не может, например, я говорю, не может называть себя председателем парламента, или он не может назвать себя там премьер-министром, понимаете? Он остается тем же депутатом, каким он был при любом лидере, до последнего лидера. Мы за то, чтобы был представительный орган, и не было бы правительства знания, потому что мы уже говорили, это нас оскорбляет память наших павших президентов. Мы за то, чтобы не было каких-то бутафорных министерств, которые никакие вопросы чеченского народа в Европе не решают и по определению не могут их решать. Мы за то, чтобы какие-то частные поездки не назывались межправительственными делегациями, какие-то встречи не назывались там договорами. Мы за то, чтобы вещи назывались своими именами, чтобы не смешить мир и чтобы не было профанации самого ичкерийского государства. Это наша принципиальная позиция. Следующая наша принципиальная позиция – придерживаться государственной основы. Государственная основа – это не человек и не группа людей, которые его окружают. Это основной закон страны, который является нашим документом нашего государственного домовладения оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Это Конституция. Она нам необходима только в этом качестве. Когда Чеченская Республика Ичкерия будет деоккупирована, и у чеченского народа появится возможность на всеобщем референдуме определить государственный строй, выбрать национального лидера, нам, может быть, эта Конституция более и не понадобится. Но сегодня, пока находясь в нашем состоянии оккупации нашей страны, мы заявляем, что у нас незаконно отнято наше имущество.
наше государство. Эта Конституция, этот основной закон страны является нашим документом, подтверждающим это. И мы должны этого документа придерживаться. Вот это и есть государственная основа, за которую мы должны ухватиться коренными зубами, а не то, что какая-то группа заявляет о том, что мы хранители государственной основы, не будет нас, не будет государственной основы. Это не так. Это опять идет очередной акт профанации. Так, пользуясь случаем, задаю вопрос, пишет Иса Мусаев Джамбулату. Государство – это когда вопросы крови и хлеба передаются в чьи-то определенные руки, подходит это нам или нет. Но это делегированность власти, вот это векала, да, есть разные типы власти, и есть божественная власть, скажем, она идет через посланников Аллаха, от пророка шел нашего пророка, саллаллаху алейхи, были его наследники, и эта система власти, это божественная система власти, он назывался халифат. В христианской религии были государства, которые как бы вели отчет от какого-то божественного происхождения источника власти. Естественно, чеченцы сегодня не могут иметь подобного рода власти. Есть избранная власть, и есть власть, которая передается по наследству, или же во время каких-то даже избираемой системе, даже если какие-то потрясения поверглись, если государство подверглось каким-то потрясениям, то также власть может быть временно до окончания этих потрясений, скажем, до окончания войны, может быть передана своим преемникам, как, скажем, Аслан Масхадов передал свои полномочия, властные полномочия в случае возможной гибели на войне Абдулхалиму Садулаеву. И поэтому вот вопрос, конечно, вопрос хлеба и крови, это есть поручительство народа. Есть разные концепции власти, есть концепция европейской философии, когда власть это договор между народом и королем, или народом и избранной властью. Есть такая концепция, есть другие концепции. Все это нам предстоит в будущем, но сегодня наша приоритетная задача – это решить вопрос многовластия или же по определению Имрана Ахаева безвластия. Вот так нам это видится, и ради этой цели мы намерены созвать наш национальный съезд. Анзор. Да, и еще тут Бергман. Ладно, повторюсь, Джамбулат. Каковы итоги конференции? Что решили? У нас меморандум зачитан уже. Да, уже зачитан. Может быть, в это время не было. Сегодня сколько сейчас в этот момент нас смотрит? Может быть, это не видели. 780. Да. То есть принят меморандум, относительно которого участники конференции из нескольких европейских стран в количестве 90 человек решили создать оргкомитет национального съезда. Первый пункт. Второй пункт. Провести ряд подобных встреч в разных городах Европы с разъяснением чеченской общественности задач и целей съезда. Вот это очень важный пункт. Мы сегодня не спешим с определением даты съезда, не спешим с проведением съезда, именно в силу того, что видим неподготовленность чеченцев. То есть некоторое непонимание, для чего этот съезд проводится. Поэтому нужно провести ряд встреч. Третий пункт – это определить и опубликовать повестку съезда, то, что спрашивается. Мы это все после проведения этих встреч, после дискуссий с чеченской общественностью в Европе, мы подготовим документ и опубликуем повестку съезда. Правильно? Иншаллах. Это будет все сделано перед съездом. Четвертое. До проведения съезда оргкомитет может пополняться новыми участниками. То есть это то, что вот сейчас я могу заявить о том, что мы приглашаем всех желающих стать участниками, то есть членами оргкомитета. Какие задачи будут возложены на членов оргкомитета? Это подготовка съезда. В большей мере это будет подготовка участников съезда. То есть разъяснять, каким образом будут делегироваться люди на участие в съезде. И также, может быть, какие-то организационные вопросы по проведению самого съезда, скажем. Но это мы, в принципе, можем справиться с финансовой помощью наших соотечественников, разумеется. Или же без этого, но задача, цель стоит того, мы в любом случае должны
и организовать зал, и прием гостей, и все остальное. То есть вот это как бы само собой разумеется. И пятый пункт – это потенциальным делегатам съезда начать подготовку мандатов, собирание подписей тех, кто будет их делегировать на этот съезд. По этому поводу я также сегодня, кажется, достаточно развернуто выступил. После публикации нашего прямого эфира это все будет видно. Можно даже, Анзор, я попрошу, это твой канал, даже вырезать этот момент, как делегируется, и опубликовать его отдельным видео, чтобы люди знали, каким образом им стать делегатами съезда. Можно, да? Да, конечно. Можно. Тейпан можем брать. Тейпан, Суантрову. Язим. Валикум ассалам. Анзора Тейпан Алрову. Мацо нохчи Тейп, дик Тейп. Кстати, Анзор, есть идея провести в ближайшем будущем, если будет изъявлено желание представителями тейпов, какое-то собрание или съезд, потому что здесь в Европе, я знаю, есть некоторые тейпы консолидированные, некоторые тейпы не консолидированные, но здесь есть представители некоторых тейпов, которые, я знаю, об этом изъявляли желание. Нет, эти съезды, конечно, не будут затрагивать политические вопросы, но они будут затрагивать некоторые вопросы этничности, ее структуры. То есть он сам по себе неплох, если он, конечно, не будет затрагивать политических вопросов и не будет являться предметом манипуляции, около политической манипуляции. Да. Так, далее, что у нас? Так. Тамшин Адлан, Анзор Гергарнабуйха на юге Франции. Халка жоп делахуиксалыш. Выскажись. Анзор, тебе нужно быть немножко пожестче. Все знают, какой был Аслан Масхадов, да вас поболдуйте, Масира, да. Мы за тебя, если призывает, должен со своими сейчас. Жестко в чем требуется? В чем же жесткость? Что здесь сидеть и... Что я мягкий, что я сошел с позиций наших, или сойду, или меня можно остановить чем-то, где я показал эту нежесткость. Наверное, тебе нужно иметь баритон, такой басистый голос, чтобы ты стукал по столу и делал какие-то пафосные заявления. Зачем эти понты? Да. Угу. Да, ну так, пока еще это я беру, чтобы не тормозило. Посмотрим далее. Анзор, у нас уже почти 2 часа эфира, наверное, нужно идти к завершению. Ну, если вы хотите, мы можем продолжить, а так можем, да. Ты очень добрый Бог. Ну, не, как сказать, добрость. Смотри, Анзор, тут... Да. Мягко было. Я не все. Ну, насчет мягкости это мы уже ответили. Да. Смотри, наш народ определит, по какой системе жить, шариат или демократия. Вот, смотрите, демократия. Я хочу отметить, у меня подготовлена статья, но она еще не подготовлена. У наших президентов вот, в период независимости не было отношения к демократии как к идеологии. Вот этот момент он очень важен, чтобы его отметить. То есть сегодня есть такое видение у некоторых наших соотечественников, что демократия это является нечто подобием какого-то религиозного воззрения, что это за собой влечет вот эти либеральные какие-то воззрения. То есть наши президенты, начиная от Джохара Дудаева и через Зелимхана Яндарбиева, Аслана Масхадова до Абдулхалима Садулаева, они не видели вот именно в той демократии, которая обозначена, вот этот термин обозначен в нашей Конституции, демократическое устройство государства, они не видели в этом элемент идеологии. Они видели в этом элемент системы, избирательной системы, можно сказать. Когда народ избирает свое правительство,
по исламу, по шариату, шариат это законодательство Всевышнего, имеет право избирать своего правителя, будучи мусульманским народом. Это не противоречит шариату. То есть власть может быть избранная. Для них термин демократия в основном законе нашей страны исполнял именно, то есть ими понимался именно в этом роде, что они являлись избранными лидерами. То есть это были не узурпаторы, это не были там, я не знаю, какие-то божественные неспосланцы, они были именно избранные лидеры, избранные правители. Поэтому вот этот вопрос насчет сама постановка противоставлять шариат и демократию в том виде, в каком она понималась вот этот термин нашими правителями того периода, такая постановка некорректна. А в будущем действительно именно государственный строй будет определяться народом. Мы знаем, что мы народ мусульманский, народ набожный, народ великодушный, народ гостеприимный, народ благородный, народ со своими определенными качествами, который прекрасно всегда уживался со своими соседями и может найти свое место в цивилизованном мире. Правильно? Да, так есть. Да, Исам Мусаев, Джамбулат. И последний вопрос. Ваше видение по Северному Кавказу. Леонрейс Хейл, что ответили на предыдущий вопрос. Северный Кавказ, у меня есть несколько стримов, то есть я несколько раз отвечал на то, каким образом я вижу Северный Кавказ. Просто сегодня сама тема Северного Кавказа, она несколько раздражает наших зрителей, потому что они видят, что у нас не решен чеченский вопрос. И как-то вот думать, я, конечно, не согласен с этими утверждениями, думая о нашем вопросе, решении нашего вопроса, нам никто не запрещает думать и, скажем, о перспективах более отдаленных. А в этих перспективах, конечно, есть весь Северный Кавказ. Это нас, кавказские народы, они генетически едины, они культурно едины, они, в принципе, за исключением, может быть, осетин на Северном Кавказе, все придерживаются одной религии, у них есть ментальное единство. И многие наши предыдущие лидеры Северного Кавказа видели Кавказ единым. Таким же мы видим и его. Тут даже не может быть вопроса. Другой вопрос, как к этому подойти, потому что наши соседи, к сожалению, не прошли тех этапов, которые прошли чеченцы, и не пройдя какие-то практические трудности, которые прошли чеченцы, они не могут так же, как и мы, одинаково понимать процессы создания какого-то единого политического пространства на Северном Кавказе. Даже мы знаем, что когда какой-то член заявляет о своем желании войти в Европейский Союз, им тоже выдвигаются определенные условия, до которого они должны дотянуться, поднять состояние своего государства. И мы должны тоже учитывать моменты, что сегодня мы в этапах развития своем несколько разнимся с нашими кавказскими соседями. Это, я не скажу, что это непреодолимая трудность, но ее все-таки нужно преодолевать. А так просто желать объединения Кавказа, это само по себе просто по желанию не произойдет. Кстати, по Северному Кавказу сейчас депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко как раз продвигает эту тему Северного Кавказа, говорит о проблемах на Северном Кавказе, о военных преступлениях, о геноциде России по отношению к северокавказских народов, за что мы благодарим их, за их позицию, за то, что они сегодня выступают и открыто называют вещи своими именами. Вот. Я считаю, что сегодня Украина – это наш сторонник в этом деле, и они тут тоже могут помочь нам в этом. И они за то, чтобы Кавказ был единым. Да, конечно, сначала это позиция наших народов, и я все поддерживаю тобой сказанное, но для начала нам надо вернуть свое,
построить свое чеченское государство, а потом уже разрабатывать вот эту стратегию по единству. Да, мы всегда это призывали и призываем сегодня, чтобы наши народы были едины, и призывали наши лидеры, начиная от Джохара Дудаева. В общем, все лидеры говорили об одном и желали того, чтобы Кавказ был единым. Ну, и нужно к этому стремиться. Но что первично для меня, это чтобы мы больше стремились к тому, чтобы мы построили свое чеченское государство. Да, мысли ислама. Вот я обозначил вопрос Да, мысли вижу. ислама. Наш брат Белокиев опять в своей теме. Джамбулат, тебе вопрос. Если демократия – это выбор народа, то что будет, если народ не захочет шариата? Какое количество голосов будет определяющим? Ислам, смотри, если бы у нас был бы многоконфессиональный народ, или же чеченцы не были бы мусульманами, то однозначно они голосовали бы за какой-то другой строй государства, как это происходит сегодня здесь, в европейских странах. Ну, этот вопрос, он также, мне кажется, некорректный, потому что мы знаем, что чеченский народ не просто мусульманский народ, но и народ набожный. Вот я сужу по своим соседям, да, вот когда я жил в Аргуне, в нашем квартале, сколько было мусульман молящихся, а не молящихся. Вот, молящихся было определяющее большинство. Были не молящиеся, но которые чувствовали, что они должны хоть в какой-то период начать молиться, что они ведут себя неправильно. То есть это такая духовность народа, она важна, конечно. И мы, когда задаем подобные вопросы, мы должны исходить из реалий. Но если бы, скажем, все-таки в народе было бы большее количество людей, которые этого даже не хотели бы, то какой был ответ в сунне пророка, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Он вел дават, он объяснял, когда мы-то мусульмане, но мы можем быть мусульманами практикующими и не практикующими. Я извиняюсь, опять за усталость у меня язык переплетается. Но во время пророка вообще сам Аравийский полуостров, арабская нация была разделена по каким-то своим, я не знаю, родам. Она была разделена большим количеством каких-то языческих верований. И что делал пророк в этой ситуации? Он просто объяснял религию. Он ходил объяснять религию, пока хотя бы один город, один населенный пункт не станет в большинстве своем приверженцами вот этой идеологии, этой религии. И им стала Медина нашего, то есть Медина это с арабского города. Это Ясриб, он назывался, этот оазис. Он пришел в этот город, в котором два основных тайпа коренных заявили, то есть по-нашему тайп, но на самом деле это были два таких рода арабских, которые изъявили желание принять эту идеологию. Это было большинство населения этого города. В этом же городе оставались еврейская община, христианская община. Но зародилось исламское государство. Вот таким же образом, если в нашем народе большинство станет иного воззрения, если у нас до того сильно поменяются духовные какие-то скрепы, но это будет уже катастрофа для чеченского народа. Мне кажется, это невероятным, и что я уверен, что такого не произойдет. То есть это ответ о том, что это в принципе невозможно. Если чеченцы будут оставаться чеченцами, сохраняющими свой язык, свои устои, это в принципе невозможно. Поэтому сам вопрос, мне кажется, некорректным ислама. Абьях Мобил. У меня такое мнение. То есть такой опасности я не вижу. Это все равно, что сказать, а что будет, если там, я не знаю, украинский народ перестанет быть православным? Будут ли там учитываться права украинцев православных? Ну, что-то вроде этого. Хотя мы сегодня знаем, что Украина это светское государство. И вот ты, Анзор, побывал, да, в Украине, я побывал. Ислам, ты там находишься. Мы видим, что никак не ущемляются. И даже вот само население в большинстве своем набожное.
посещает церкви, какие-то клятвные заявления от имени каких-то, я не знаю, отталкиваясь от каких-то религиозных воззрений, они также даже действенны сегодня в практической жизни украинцев, так скажем, да, когда мы знаем другие христианские народы, которым это уже изжито как-то. Поэтому нужно учитывать конкретные реалии, в каком состоянии находится сам народ, прежде чем задавать такие вопросы. Сегодня у нас нет возможности задумываться о каких-то вопросах, которые маловероятны. У нас сегодня стоят какие-то конкретные задачи, конкретные вопросы, насущные, из-за нерешенности которых мы не можем двигаться вперед. Давайте все-таки задавать вопросы в этом русле и говорить об этом. Анзор, что за проблема у нас? Нет, никаких проблем. Нет? Так Ты просто публикуешь? Конституцию, да. Да. Это здесь мысли ислама были. Мне просто интересно, учитываете ли вы иной исход Событий. Анзор. Будем надеяться на лучшее, иншаллах. Анзор, давай ты уже отвечай. Я что-то долго отвечал на этот вопрос. Так. Ты считаешь, что... Представь себе, вот, давай, ислам, вот ты нас слышишь, ты наш, в общем, друг, ты для нас человек там не посторонний, да, брат. И, Анзор, скажи честно, ты вообще можешь себе вообразить, что на каких-то демократических выборах атеистов или там, я не знаю, христиан, чеченцев, христиан или каких-то там кого-то станет больше и что-то такое подобное произойдет? Вообще, ты можешь себе такое вообразить? Нет, я не могу. Я тоже не могу. Вот вопрос закрыт, ислам. Да. Аллах рискует. Ислам хаттана. Так. Freedom Style. Анзор, как тебе идея встречи блогеров, сторонников независимого государства Ичкерия? С прошлого года вы помните мои призывы. Я призывал всегда к таким встречам, чтобы блогеры, активисты встречались, говорили, а также призывал сыновей героев нашего народа, и с ними общался в последнее время. В общем, я за любую встречу с любым человеком. Ислам Мишель отвечает нашему Белокиеву исламу. Сам вопрос по себе был абсурдным. Потеряли, да? Что-то потерял. Да, ничего страшного. Вот здесь, наверное, где это? Выше вот этого отмеченного вопроса. Вот. Вот это? Да, кто и где сказал, что чеченцы не захотят шариата. Так, на вопрос течения встает, это точно. Но вопрос течения, он всегда стоял в Чечне. Мы помним, до советский период Чечни, сколько вирдовых течений у нас было, да, Азов. Но тем не менее чеченцы оставались единой нацией, единым народом, посещали какие-то религиозные обряды друг друга, хотя придерживаются разных течений. То есть это опять-таки не является нам препоном для политической нации, для независимости. Тези это гор, гондик не гор, без вирч долшаду. То же самое. Халид, вам самим не смешно говорить о шариате, демократии и прочих вещах, пока ЧРИ находится под оккупацией? Нет, не смешно. Мы имеем полное право говорить обо всем, высказывать свое мнение. Обо всем, что касается нашего народа. Да. Так, в общем... Насчет западного мира несколько вопросов шли, что западный мир помогал империи зла, и поэтому был упущен исторический шанс построения чеченского государства. Вот еще один вопрос идет. То есть несколько вопросов мы просто пропустили. Мог бы ты коротко сказать? Так, я просто сейчас уловить надо вопросы, вернуть. Вот Ислам Мишель пишет также насчет Джамбулат. В этих вопросах есть подвох, и отвечать нужно ясно и коротко. К примеру, что мы приняли
Так, вопрос бегает. Мы приняли договор с Богом, о котором говорил. Ну, в общем, мы принимаем совет нашего брата. На провокационный вопрос отвечает коротко и ясно. Дайресу. Так, Исам Мусаев, Джамбулат не уложился в обещание последнего вопроса. Пусть тебе не покажется банальным вопросом, а вопрос в следующем. В чем причина последних 2 российско-чеченских войн? Вопрос абсолютно не банальный. Это есть противоборство чеченцев и российского имперского государства. Они заинтересованы в расширении своего имперского пространства. Мы заинтересованы в отстаивании своей свободы и своих ценностей. Вот. Только это есть причина 2 минувших войн. А все остальное, что война была коммерческая, заказная, нефть. Нефть, это мировая закулиса, все это не имеет вообще ничего общего с реальностью. Freedom Стаев, Анзор, Руслан Кутаев связывался с вами, поддерживает, просто чтобы знать. Я давно не разговаривал с Русланом, поэтому я ничего не могу сказать насчет этого. Я лично с Русланом Кутаевым не знаком. Я знаком, но я помню его с 96-го года. Так, смотри, вот вопрос, Анзор. Это съезд чеченцев в Европе или это съезд сторонников независимости? Мне кажется, мы отвечали на этот вопрос. Да, мы отвечали сейчас, еще раз прочитаю. Пишет Че. Это съезд чеченцев в Европе или это съезд сторонников независимого чеченского государства? До сих пор непонятно, кого собрать хотят на этот съезд. Мы много раз об этом говорили. Это съезд сторонников независимого чеченского государства. И поэтому мы будем рады видеть рядом с собой всех, любого человека, которому не безразлична судьба нашего народа и нашего государства. И поэтому мы не называли и не называем имен, потому что придется предоставить такой большой список людей. Сказали в общем, призываем всех. Анзор, вот хороший комплимент, пишет Асад Шам. Хороший нрав у тебя, Анзор. Маша Аллах. Вам судить. Так, это ответ тем, кто говорил, чтобы ты был чуть позлее. Позлее? Да. Так, во время боевых действий, оккупации, какая поправка Конституции является легитимной? Во время боевых действий, если парламент не в состоянии выполнять парламентскую деятельность, то поправки не могут быть. И вообще война, она вносит коррективы военного времени. Там действуют несколько другие законы. Но Конституция – это основной закон страны, и он не может меняться во время войны. То есть конституционный строй во время войны меняться не может. Исам Мусаев, мы сейчас тебя забаним. Флудить Ляшу. Я насчет несколько раз. Бортмашу вниз, доктор. Вот смотри, тоже интересный вопрос. Это я не знаю, это утверждение или же это ирония Бортмашу вниз, доктор. Если это утверждение, то это тоже неправда, мы можем ошибаться. Если это ирония, то это тоже как бы неуместная ирония. Мы, скажем, не считаем себя всегда правыми. Мы имеем право ошибаться, но мы также имеем право иметь свое собственное видение и высказывать это видение перед общественностью. Фома. Ассаламу алейкум. Так, валейкум салам. Нам с тобой. Мусульмане. Анзор, тебе лично от чистого сердца. Ассаламу алейкум из Дагестана. Пусть Всевышний Аллах бережет нас всех. Валейкум салам ва-рахматуллахи ва баракатуху, брат. Почему Тумсо и Мансур не поддерживают этот съезд? Ваше мнение на этот счет? Ну, мое мнение таково, что, опять же повторюсь, призыв был обращен к тем
Вот. Мы обращались ко всем. И было бы хорошо, мы были бы очень рады видеть рядом и Тумсо, и Мансура, и других наших братьев. И чтобы мы вместе двигались к тому, к чему мы хотим прийти, то есть деоккупации, чтобы мы вернулись домой, то есть делать все так вместе, сообща, как нам говорит Всевышний Аллах. Анзор, насчет съезда. Вот есть вещи, которые определяющие, так скажем. Я уже как-то выступал и сказал, что какие-то речушки не могут не стекаться в большую реку, а река не может не втекать в море. Такого нет. Или хотя бы такое большое озеро. Поэтому все наши разногласия внутричеченские, они должны все-таки прийти к этому национальному съезду. И Тумсо, и Мансур могут иметь свое личное видение, свое личное мнение, могут хотеть прийти на этот съезд, могут не хотеть прийти на этот съезд. Но вне зависимости от частного желания любых частных людей, сам съезд, он просто неизбежен, и он необходим, и он состоится. И он будет решать вот задачи, о которых мы говорили. Но если туда придут такие люди, как Тумсо, который является лидером мнений, так скажем, у него есть много подписчиков, людей, которые прислушиваются к нему, то, конечно, это только поспособствует более лучшее качество проведения этого съезда. И если же, напротив, он будет отказываться, то это, конечно, несет такую особенность, что определенная часть людей нашего общества выпадет из этого процесса. И это не будет хорошо, конечно. Поэтому мы пожелали бы, чтобы... Мы должны строить вместе этот корабль, на котором мы поплывем. Давайте строить вместе. Тут еще вопрос. Борг Челси. Если вы сегодня выступаете против поправки в Конституцию, то почему вы молчали в 2002 году? А если не молчали, то какие меры были предприняты? Брат, я вообще-то сторонник того, чтобы эти вопросы были сейчас отодвинуты. Там, есть мнение, что должна быть Конституция 92 года. И должна быть Конституция с поправками, то есть не с поправками, а с добавками. И мы должны следовать ей. Но я сторонник того, чтобы мы все эти моменты отодвинули бы в сторону. Вот вернемся домой, там будут выборы и так далее и тому подобное. Вот тогда будем решать вот эти вопросы. Ничего такого плохого в этом я не вижу. Вот эти добавки, почему были сделаны в то время? Потому что, чтобы было единство в наших рядах, в рядах сопротивления. Вот. И там сидели люди намного умнее нас всех. Намного мужественнее, умнее, благороднее. Вот. Я от нашего лидера до всех амиров, их было много, сейчас я не буду называть имена. Вот. Это были умные люди, наши герои. Аллах Азут, Оба, Дольсе. И поэтому из-за уважения к ним, ко всем, я вот хотел бы все это отодвинуть в сторону до того момента, пока мы не вернемся домой. Твое мнение как? Ну, вообще, наша политическая неграмотность, скажем, такого среднестатистического чеченца, только заставляет нас сегодня сталкиваться с подобными вопросами, отвечать на них. Конституция, любая конституция мира подразумевает документ, который учитывается со всеми дополнениями и поправками. То есть это цельный документ, он не может рассматриваться. То есть не может стоять такого вопроса, ты за документ с поправками или без поправок. То есть если эти поправки приняты законным путем, и они стали действующим законом, они не могут быть тебе вот приятны, неприятны. Ты там не можешь говорить, что я вот за поправки или не за поправки. Поэтому вопрос сам по себе абсурден даже. Абсурдный вопрос. Это есть наша политическая неграмотность. Элиф Эверен.
Есть ли у вас координация с братьями из Турции? Почему нету такой активности у братьев в Турции? Мы до того, как начать этот эфир, с Джамбулатом на эту тему говорили. Да, у нас есть часть людей, чеченцы, патриоты, которые живут сегодня в Турции, и мы рады любому контакту, общению, обсуждению. И будет хорошо, если во время проведения этого съезда их представители, то есть представители чеченцев из Турции приедут на этот съезд. Я понимаю, что не все могут приехать, там документы или так далее и тому подобное. То есть мы призываем их, мы рады, будем только рады сесть вместе как братья и работать в этом направлении. Анзор, я разговаривал с несколькими нашими братьями из Турции, но это часть из них представители как бы духовенства, люди, занимающиеся исламскими науками, а другая часть это наши старые командиры, эмиры, там, возглавлявшие разные отряды, причем очень именитые, я не хочу просто назвать их имена, я с ними на связи, говорил об этом. Они, кстати, поддерживают, именно командиры поддерживают будущий съезд, а у духовенства есть вопросы к этому съезду, потому что люди науки, они всегда имеют много вопросов, как, каким образом, зачем, почему, для чего. Ну, иншаллах, мы ответим на эти вопросы и надеемся, что они также примут участие непосредственно или непосредственно в нашем съезде, который готовим мы, как форум, который призван решить наши проблемы, найти пути выхода из сложившейся ситуации. Кстати, была одна просьба от нашего брата, не буду называть имя, ну и так далее. Вот, в общем, с нами связался наш брат и просил передать такое, найти, ну, как говорится, спонсора, который может приобрести, купить, или у кого есть батарейки для, как называется, для дрона. Для дрона, я даже сейчас посмотрю, именно какой дрон. Там был Mavic, секунду. Пока ты ищешь что-то, нахчо нихло, договорим. DJI Mavic 2 Enterprise Advanced называется дрон. То есть к этому дрону, ну, там штук 6-8 батареек. Вы понимаете, для чего это нужно и куда. Для борьбы с нашим зрячим врагом. Да, с нашим врагом. Вот, в общем, была такая просьба, чтобы кто-то помог в этом. Еще раз повторюсь, DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Назар, вот смотри, мы не можем обижать наших зрителей. Нахчу нихло пишет. Сахатен жоплур должен махчуши, да, борца. Мы где-то упустили его. Ну, хугат сахат. Жоплур махчуши, да, борца. Амин. Амин. Корой хажат. Лейла саваш юл язда эту хербаря. Да, мула. Жоплур духой. Еще смотри, Обург Челси пишет, что я размазал его вопрос. Ну, наверное, мы если не уследили, да, я не знаю, что я размазал. Наверное, я отвечал долго на вопрос и не понял. Может быть, я не понял его. Сейчас, насчет нахчу нихло. Смотри, тут вопросы еще. Назор, у нас эфир идет очень долго уже. Да, мы сейчас будем идти к завершению. Вот. У вас вот. Нахчу нихло, мы тебя поймали. Вопрос. Так, валикум салам. Почему мы не можем сначала освободиться от оккупации и потом решать проблему власти?
Да, у нас есть разногласия, но в одном мы едины в свободе нашей земли. Но мы об этом не говорим. Да. Мы сейчас не говорим за власть. Вот, мы об этом не говорим. Мы как раз таки за то, что ты сейчас пишешь. Когда вернемся домой, вот тогда уже будет власть, вот тогда уже будут выборы. Андрей, давай еще раз повторимся для наших зрителей. Сейчас все-таки людей стало больше, слушателей. Смотри, вот не упускай этот вопрос, потом следующий тоже вопрос важный. Смотри, в связи с вопросом нашего Нихло, мы не собираемся создавать четвертую, альтернативную власть трем существующим. Часто задается вопрос, зачем нам это нужно, это несет еще больший раскол в наше общество. Нет, мы не собираемся создавать четвертую власть. Мы говорим, что не должно быть никакой власти за рубежом, должен быть только представительный орган от независимой чеченской страны. Это принципиальная разница. Первый вопрос. А второй вот относительно этого, насчет, скажем, почему нельзя подождать, пока не освободится наша территория. Мы говорим, чтобы именно освободить эту территорию, нам нужен этот представительный орган. То есть понимаешь, какая ситуация? Нет, мы не разделяем, мы не создаем четвертую власть, мы говорим о создании представительного государственного органа и о распуске так называемого правительства, о созыве всех участников, всех наших людей, которые имеют какое-то представительство в виде там бывших постов, там, министров, глав администрации, руководителей военных подразделений, все, кто участвовали, они со всем своим багажом силы, представительной силы, депутаты, оставшиеся от нашего парламента, плюс все молодые люди, желающие деоккупации нашей страны, духовенство, просто люди авторитетные, имеющие вес слова, скажем, в своем городе. Все мы должны объединиться и созвать тот представительный орган, который будет делегирован решать вопросы деоккупации, а не так, чтобы самозваное правительство создавало какой-то комитет деоккупации, куда назначаются, не избираются, назначаются какие-то люди, которые, в общем-то, неплохие, но не имеют никакого представления о том, что и как это делается, что они должны делать в этом комитете. Вот в чем вопрос стоит. Следующий, Дарон, важно. Да, сейчас зачитаем, у меня коротко тут. Белокиев, Ислам, пишет, 8 батареек минимум. То есть к тому дрону, еще раз повторюсь, может, кто сейчас зашел сюда. В общем, была такая просьба, чтобы найти спонсора или у кого есть, кто может подарить и так далее. Батарейки к дрону. И дрон этот называется, сейчас скажу, DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. То есть, как тут пишет наш... Идею вписать сюда прямо в комментарии название. Опять мне надо открыть сейчас. Куда он делся? На слух, потому что некоторые могут не улавливать. Да. Напишу, вот и Белокиев Ислам, наш брат, пишет, что нужно 8 батареек минимум к этому дрону. И я сейчас пишу название, а ты уже говори. Следующий вопрос. Вы будете вводить в оргкомитет съезда представителей разных групп, представителей Ичкерии и сопротивления. Тогда можно будет охватить всех сторонников независимого чеченского государства. Конечно, мы призываем участвовать, делегировать на этот съезд не только людей с мест, как мы по принципу, который мы определили, как, скажем, от 5 до 10 участников делегируют просто какого-то чеченца, простого чеченского, скажем, гражданина, но также туда могут заявиться представители каких-то организаций общественных или даже каких-то образовательных учреждений. У нас, мы знаем, что сегодня в Европе много у нас спортивных клубов, школ, но единственное, мы против того, чтобы кто-то заявился с тем, чтобы он себя называл премьер-министром, спикером парламента. Если бы мы считали, что у нас есть правительство и действующий парламент, то, наверное, мы не стали бы созывать съезд, если этот вопрос был бы решен.
У нас есть группа депутатов, которые не предали идею независимости, которые до сих пор имеют полномочия, то есть их мандаты, их доверие народа к ним во время того, как они были избраны депутатами, они в силу того, что война затянулась, мы оказались за рубежом, можно сказать, что эти люди достойны выступать от имени парламента, но нет такого единого органа, как парламент, который мог бы вести парламентскую деятельность, издавать какие-то, то есть вести законодательную деятельность. Единственное, если они создадут парламентскую группу, как я предлагал, и они могли бы делать нужные нам парламентские постановления. Но даже в этом договориться, вот это вроде бы такой элементарный вопрос. Опять-таки я вижу, что мы сталкиваемся с политической неграмотностью нашего общества, и нам не удается даже договориться по поводу таких элементарных вопросов. Но все, вот завершая ответ на вопрос, самозванцев нет, а всех мы приглашаем, да, всех представителей каких-то групп, организаций, партий приглашаем. И любой человек может. Я, например, туда не буду идти как представитель чего-то и кого-то. Я Сулейманов Джамбулат, сын своего отца, член своего тайпа и рода. Мне этого достаточно. Хотя я на сегодняшний день возглавляю комитет по защите государственной основы ТОЛом. Этот комитет выполняет важную работу. Комитет может делегировать того же Махмуда Бибулатова, депутата первого созыва чеченского парламента. Я намерен выступать от своего имени. Ардудаев, я гражданин Ичкерии, но у меня забрали мой паспорт Ичкерии в Австрии. Что можете посоветовать? Джамбулат, кажется, ты рассказывал, что... Да, расскажи. В общем, я возвращался с Украины. Паспорт, ичкерийский паспорт, выданный Кабинетом министров Ахмеда Закаева, был при мне. Вообще, у меня такая история. Я являлся как бы гражданином Советского Союза по факту рождения в этом государстве, но никогда не являлся гражданином Российской Федерации. У меня никогда не было паспорта Российской Федерации, по крайней мере. То есть я не добивался, чтобы у меня этот паспорт был. И у меня была принципиальная позиция являться только гражданином Ичкерии, которым я являлся по факту сторонника, участника событий, там, я не знаю, представительства в государственных органах. Я работал в Малайзии от имени чеченского государства. Тогда еще не было ичкерийских паспортов в массовом обиходе. И вот то ли в 2014, то ли в 2015 году, до того, как мы начали решать вопрос консолидации чеченцев, да, когда у нас еще были хорошие отношения, не расстроенные, мне был выдан этот паспорт. И я этот паспорт, естественно, с гордостью показать, что я гражданин Ичкерии. Кстати, я не просил гражданства Франции именно в силу того, что хотел оставаться исключительно гражданином Ичкерии. С практической точки зрения это, конечно, неправильно, но в плане идеологического подхода это правильно было решение. По крайней мере, мне так думалось. И с этим паспортом я поехал в Украину, чтобы, вот, можно сказать, козырять, показать его. Но при возвращении из Украины нас остановили в Германии. Этот паспорт я немцам не стал предъявлять. У меня есть титр вояж, документ, проездной документ от Франции. Он выдается не гражданам, а людям, которым предоставлено политическое убежище во Франции. Но они у меня в сумке нашли этот паспорт ичкерийский и изъяли его. Изъяли с формулировкой подделка документов. Понимаешь, это влечет за собой уголовную ответственность, как минимум облагается штрафом. Они сказали, я им объяснил, что этот документ, то, что тот бланк, который вы держите в руках, не является проездным документом, и это обозначено на самом бланке надписью, за записью на английском языке non-travel, да, там написано, да. Not valid to travel. Да. Недействительный для поездок.
Я сказал, что это что-то вроде сувенира. И тогда они, представители власти, офицер полиции мне ответил, что сувенир должен лежать в серванте, это с иронией так. Я сказал, я имею право свой сувенир провозить в машине, если я вам его не предоставлял как проездной документ, а он лежал в моей сумке, вы не имеете права его изнимать. В общем, они сказали, что это будет решать судебный пристав. Если будет доказано, что этот бланк является документом, вы будете оштрафованы, можете быть привлечены к уголовной ответственности. И таким образом у меня изъяли этот паспорт. Это случай, который вам нужно знать, когда вы будете ехать с этим паспортом, как минимум по территории Германии. Да. Так, какие полномочия будут у того представительного органа, который будет выбран на съезде? Это будет государственный орган на переходной период до деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, который будет вправе решать вопросы дипломатии, скажем, решать вопросы представительства. Вот сам орган за себя, само название представительный орган говорит за себя, что он будет иметь представительные функции. Также он будет решать вопросы, каким образом выбор стратегии по деоккупации Чечни. Неоспорим, если этот съезд будет делать больше фитны и разделения, не лучше бы отказаться от этого съезда. Нет, мы как раз таки стараемся выйти из той фитны, которая уже сегодня существует, и ищем пути. Мы не хотим больше топтаться на одном месте, мы хотим идти вперед, к чему мы призываем. Анатолий, мне вообще интересно, когда люди говорят, что вы этим сделаете больше фитну. Если есть проблема, и кто-то решается ее решить, и скажет, ты усугубляешь проблему, это вообще как-то не согласуется с обыкновенной человеческой логикой. Так, вы вдвоем мне напоминаете. Это да, в общем, пропустим вопрос. Да, Расул, за подобное сравнение, нам, конечно, это приятно, брат Иса Мусаев. Да, Расул, за подобное сравнение. Да, хулитилтро, ищи сан бикна, хулитилтро, да. Сан дикачем, друген дартон. Нет, Дересу. Нет, Дересу. Нет. Ну, нас сравнили с нашими легендарными лидерами. Уже все насытился. Я извиняюсь. Я тут как дома. Так, можно ли сделать вместе? Смотри, опять вот эти... Смотри, не надо. Мы пропустим, но мы с тобой должны понимать, что молодежь сегодня, вот именно сознание молодежи, вот зациклены на этом. Вот это та работа, которая проводилась годами перед этим, она все-таки вот толкает на такие вопросы. Поэтому мы, когда будем проводить с тобой встречи с общественностью, с молодежью, нам важно именно встречаться с молодежью. Вот эти вопросы, они будут всплывать. И давай я все-таки озвучу. Коротко ответь, да. Можно ли сделать вместе шариат для народа, что там было? Народа и демократию для приезжих. Вот это двуличие, так скажем. Это то, против чего мы выступаем, скажем, вот в этих бутафорных правительствах. Не может быть никакой двузначности, двуличия в нашей политике, в нашем поведении. Вот, если мы воспринимаем демократию не как идею, не как религию, а как именно устройство, которое предполагает систему выборов, в этом нет никакого противоречия шариату. Если же это предполагает какие-то ставшие, скажем, сегодня, если либеральные ценности воспринимаются с какими-то там ориентациями, это другой вопрос. Но у нас не должно быть таких противоречий. То есть мы государство, в котором все должно быть логично и прямо, то есть без каких-то двуличий. Мы понимаем, кто мы есть такие. И всегда было, скажем, в прошлом чеченцы
никогда не препятствовали. Вот один пример. Вот, у нас были объединения тайпов, да, какие-то республики у нас были. Там республики в горах были, в Ичкерии были, на равнине своя республика была, скажем, вокруг объединения. В Чечен-Ауле заседал на этом Жами Барз, потом в окрестностях Атаги был какой-то маджлис в какие-то годы, я не знаю, в горах Ичкерии был Мехкел, в горах Высокогорье у нас был совет, Майстинский совет, Нашроевский. Всегда вот эти образования, они были очень демократичны по своему устройству. Мы не терпим над собой диктаторство, тирании. И в самом менталитете чеченского народа заложена основа вот того слова, которое сегодня которым стараются придраться, демократия. То есть это для нас демократия именно в этом понимании, в понимании свободы, прав человека, свободы. Она всегда что была. Да, мусульманин, он свободный человек, над которым там не может быть никакой тирании. Вот в этом смысле. Но даже то теократическое государство, которое у нас было на протяжении 19 лет в горах Чечни, имамат Шамиля, даже вот в этом государстве была свобода вероисповедания. Были перебежчики, русские солдаты, которые имели собственную молельню, собственный молельный дом в крепости Ведено, в столице имамата. Им не воспрещалось исповедовать свою религию, молиться, соответственно, своей вере и проводить какие-то другие религиозные обряды. То есть не было никакого противоречия с их духовностью. В этом государстве могли жить христиане, могли жить евреи. Они торговали с имаматом, приходили, уезжали, имели какие-то свои там, я не знаю, соотечественников, или как это назвать, к которым они приезжали в этом имамате. То есть в имамате жили люди, которые исповедовали, и, может быть, не в большом количестве, христиан было больше, наверное. Конечно, основной процент населения это было мусульмане. То есть все это наша история предыдущая показывает, что в нашем сознании чеченском не было вот каких-то противоречий относительно этих вопросов. Сегодня они возникают в силу пропаганды, в силу той деструктивной пропагандистской политики, которая велась вот в период оккупации Чечни в начале 2000-х годов. Молодежь несколько дезориентирована в этих вопросах. Поэтому сегодня часто возникают подобные вопросы. Приходится их разъяснять. Не разъяснив их, не вернувшись к тому естественному состоянию, которое у нас было до начала этих процессов, нам, в принципе, трудно будет говорить о чем-то таком конструктивном, о будущем нашего государства. Тут Че пишет вопрос. Сами вы собираетесь обращаться к представителям разных политических и военных групп? Или только ждете, что они сами с вами свяжутся? Ну вот еще раз повторяю, говорим всем, просим всех. Да. Вот. И мы никого не разделяем, сколько бы тут там, не писали, там, не провоцировали. Вот. Никого не оскорбляем, наоборот, призываем. И знаете что? Мы пришли к этому мнению как бы не от себя лично, а увидев ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся, в котором находится сегодня наше чеченское общество. После проведения всех встреч со стороны Джамбулата, других наших братьев, я тоже много встречался с разными людьми. Вот. И мы пришли к такому выводу, что сама ситуация сегодняшняя требует нам вот такие шаги, требует от нас вот таких шагов. Вот. Народ, люди требуют этого. Вот почему мы вот твердо вот так стоим на этой позиции, вот так высказываем эту позицию. То есть от лица этих людей, с кем мы встречались. Смотри, Анзор, опять тот же вопрос. Вот понимаешь, в чем абсурдность ситуации? Одни и те же вопросы по одному тому же кругу с разными подачами. Вот Карфаген, да? Угу. Я из народа и смотрю вас, вы все там за деоккупацию, вот объединиться с Закаевым или он с вами вы не можете. Почему? Ведь все вы за деоккупацию, а после могли бы иметь свои взгляды, после деоккупации.
чтобы деоккупировать, нужно уже иметь свой взгляд на то, как это сделать. А если вот в этом нет единогласия, то какое может быть объединение с теми, кто не имеет на это или видение, или его видение расходится с твоим видением. То есть, если человек может себе позволить заявить, принять на себя функции, которые на него не возлагались, а для нас это неприемлемо, так скажем. Вот. И тем более мы знаем, мы не хотим сегодня здесь озвучивать вещи, по которым нам и неприемлемы подобные правительства. То, каким образом ими ведется политика, ведутся сепаратные переговоры, не согласуются то есть говорить о народе, решать его проблемы, никак это не согласовываясь с мнением народа, никак не отталкиваясь от мнения народа, никак не имея обратной связи с этим народом, просто будучи самозваным правительством, для нас лично это неприемлемо. Проводить какую-то профанацию самой идеи независимого государства, назначать какие-то там бутафорные должности на потребу дня, скажем, появляется генпрокурор, когда появляется необходимость кого-то там оклеветать. А чтобы он заявился с протестом, чтобы как бы защититься, нет никакого органа, никакого адреса, ни самого прокурора, чтобы иметь возможность оспорить это решение, так скажем, решение какого-то фантомного прокурора. Вот с этими вещами мы не согласны, мы не можем с этими согласиться. И мы не хотим, чтобы подобные политики вообще вели политику от чеченского народа, решали за него. Мы с этим не согласны. Так, давай пойдем Еще раз, да. к завершению, наверное. Да. Потому что нам надо опубликовать то видео сейчас. Да. Ладно. Так, смотри, оставьте эти иллюзии, что Запад поможет, Чечен пишет. У нас нет никаких иллюзий насчет Запада и насчет кого-то-либо. Никаких иллюзий у нас нет. У наших лидеров таких иллюзий не было. И тем более не может быть и от нас после всего, то, что мы увидели, все увидели, мы можем, никто нам не поможет. Мы можем, если мы сами себе не поможем. Сами себе, если вот так только мы можем помочь себе, своему народу, нашей идее. То есть наше единство может помочь нам. Если мы встанем вот так вместе, вот, не разделяя друг друга, будем идти вместе. Вот вопрос, поймали его, который насчет убегает он. Сейчас. Так, к завершению сейчас пойдем. Смотри, вот здесь, кажется, был этот верхний. Этот? Угу. Вот смотри, пишет Обург Челси. Джамбулат, когда ты пытался примирить стороны, многие говорили, что твои намерения неискренны и что ты хочешь создать четвертый свой орган. Я с ними не соглашался и поддерживал тебя. Сегодня я вижу, что ошибался. Я не знаю, если человек слышит прямую речь, в котором говорит, что мы не собираемся создавать четвертое правительство, да. Ну, это, мне кажется, просто очередная провокация. Да, это очередная провокация. Они сейчас вот что стараются создать. Эти люди позвонили в полицию, привели нам полицию во время пресс-конференции, где обсуждались вопросы трагедии нашего народа, где мы говорили про войну в Украине. Вот туда эти люди привели полицию. И вот пишут под нашими видео, эфирами прямыми, что мы хотим создать четвертое правительство, что мы избираем какого-то лидера, что мы это, что мы другое, что мы делим ичкерийцев. Не слушайте их, не слушайте и просто игнорируйте вот эти нападки. Они этим занимаются давно. Именно вот эти люди, вот эти группировки занимаются расколом нашего общества. И это противники нашего единства. Они будут продолжать вот такую работу, будут еще более некрасивой форме
делать эти провокации, поэтому я просто призываю игнорировать их, полностью игнорировать. А то мы будем так же топтаться на одном месте, как мы это делали в последние годы. Вот вопрос, не знаю, нужно Вот отвечать, это? нет? Нет, верхний вопрос. Нет, это нет зависти к процессу. Нет. Ну, это да, к зависти к процессу, это однозначно, да. Да. То есть, смотрите, сам процесс, который мы сегодня, не сегодня, а 26 числа запустили, процесс начала созыва национального съезда, конечно, он беспокоит тех, кого он не коснется непосредственно, правильно? Поэтому все провокации, которые идут от них, к ним можно относиться определенным образом. Да. Это раз. А то, что они вот так себя ведут, это еще раз показывает, что это правильное решение вопроса, правильное. То есть это правильный ответ на вопрос. Боятся правды. Да. Боятся единства. Вот скажу, 11 лет тому назад, я даже публиковал, можно найти в интернете, такое обращение. Да, вот я думал, как же, что случилось, почему мы не можем работать вместе. И когда я опубликовал вот это свое обращение, свое мнение, как я видел выход из этой ситуации, то вот эти люди, которые сегодня, я сейчас сказал, эти люди стали нападать, обвинять во всем. Там уже на меня ярлыки разные вешали. Вот. Ну, это есть стиль, то есть политика, не политика, а какая-то сплошная макиавельщина, в которую нас втягивают, впутывают. Мы должны из этого болота выходить и начинать здоровый политический процесс при поручительстве народа, Анзор. При поручительстве народа. И это будет всего лишь такой переходной этап до деоккупации, а сам народ в будущем в независимой стране решит, чему быть и как быть. Вот такого наш подход, правильно? Вот Че пишет. Allah резко слышь, Allah щедро. Анзор Джамбулат, вы лично будете общаться, связываться с представителями разных политических военных групп, с Идиговым, Сараляповым, Закаевым, Вадаловым и другие? Или ждете, что они с вами свяжутся? Мы не ждали никого, мы шли, стучались, когда нам закрывали дверь, мы стучались в окно, я не знаю, там посылали каких-то почтовых голубей, бросали в дымоходы камешек, чтобы о себе напомнить. Ну, это я, конечно, сейчас иронизирую. То есть мы предприняли все всевозможные методы, чтобы достучаться до этих людей. И что нам 22 года еще стучаться? Да, мы не можем так сидеть стучаться еще 22 года. Ну, я не стал бы ставить в один ряд с названными людьми, Закаем, Вадалова и других полевых командиров, амиров наших групп. Эти люди не говорят, что они правительство. Они, наверное, были бы сами рады иметь... Более скромнее. Да, сами были бы рады иметь единое правительство, на которое могли бы ориентироваться. Те люди, наоборот, страдают от того, что мы не имеем его. Тот же батальон шейха Мансура в предыдущие годы, подвергаясь санкциями, ждал политической защиты от так называемого кабинета министра Закаева. Несколько раз посылал людей по этому поводу, но и так и не нашел отклика. Нам, общественным организациям, пришлось этим заниматься. Бартмаршо писала письма президенту Украины Владимиру Зеленскому в защиту наших соотечественников, добровольцев на территории Украины, и другим общественным организациям приходилось заниматься этим. Я тоже обращение делал в прошлом году по этому поводу. Или в этом году это было? Да. Это был прошедший год, когда мы писали. Да, вот именно в прошлом году. Прочти, что я писал чуть выше, прочти, скажи, что думаешь, это кто? Прогресс, деоккупация ЧРИ, приличная встреча, вы такого себе не позволяете и сейчас. Так. Под конец своего еще. Что будет дальше? Вот это, смотри, у нас есть вопрос. Так, этих вопросов много, мы, скорее всего, не справимся с этим. Там, объяснять, наверное, будет еще прямые эфиры, будут еще встречи. Да, наверное, нужно. Так, если братья и сестры,
зрители, друзья. Мы сейчас, наверное, остановим, вот уже почти 3 часа. Нам надо опубликовать одно видео здесь. До следующего дня осталось недолго. Очень важное видео. И тоже просмотрите, распространите. Вот. Как говорится, нажимайте лайки, колокольчики, или как там еще говорят. Ну, в общем, я в этом не разбираюсь, но поддерживаю, я чтобы... тоже особо не разбираюсь. Поддерживаю, чтобы всевозможными методами раскрутили канал Анзора Масадова, чтобы способствовали его развитию, продвижению, чтобы было побольше подписчиков, потому что нам сегодня нужно доносить то представление, которое мы имеем о нашем будущем. Да, и еще раз повторюсь по поводу батареек. Белокиев Ислам тоже писал здесь. В общем, нужно минимум 8 батареек от дрона DJI Mavic Enterprise Advanced. Вот, кто может, помогите. Если у вас есть, тоже будем только рады. Мегарду Аллах рейс хурмасана, Аллах Табер Тиюэль. Иншаллах, скоро будем в эфире. В следующий раз продолжим. И наша позиция такова, чтобы они не пытались сделать, мы больше никому не позволим провоцировать нас, чтобы мы сбились с этого пути. Наоборот, у нас сегодня становится больше сторонников. Это молодые люди, энергичные люди, которые не позволят больше крутить вот это все. Хватит, надоело этих пустых разговоров и топтаться на одном месте. Мы дальше пойдем, мы пойдем вперед. И еще раз мы призываем вас всех, без разницы, какая фамилия, какое у него мнение, чтобы становились рядом, чтобы вместе с нами работали, помогали нам во всем. Вот, чтобы прийти к нашей цели. Я просто хотел показать, что вот здесь опять эти провокаторы. Вот мы здесь с тобой сидим, мы начали с тобой важный проект. И смотри, как старается внести разлад. Вот, уже, да? Да, вот. Там, что, как будто я оговаривал твоего отца, это мы уже с тобой обсуждали. Опять вот эти... Сейчас подряд, пока ты прощался, пошли такие сбросы. И придираете к тому внешнему виду, почему ты так одет. А потому что надо так. Да, потому что надо так. И вот эти вещи, вот просто еще раз хотел обратить внимание, что... Знаете, там, да, мусор. Да, этот мусор, когда вот от троллей вижу, я абсолютно, ну, вот так. Все. Удаляю, там мой модератор удаляет, я даже многое не вижу, так что зря стараетесь. Мы пойдем дальше. И никто не остановит. Иншаллах. Вот здесь мы, Анзор. Смотрите. Yok epiten de geçiyor olkırda. Vallahi billahi. İnşallah. Vallahi billahi. İş Türk'sün masayı dolayla şun milli valla şun perço dolayla oğuşka tamır valla Türk dolayla kamyal dolayla işte. وطبعا بتشح شيء غاز وقت شيء دالجر شيء درجع بوشه طبعا انظر اصلا كنت ورقه طبعا هو تنق بتندغ شو حو تقول على قبة نشليع در قدر يصير بول مش مقبول يدوش لا تعيوك شو هون دي حرب درون دي يدوش إن ليتشنس تبيري غديتر وصل أميال دشون دي تخوي قول شهر شو بتندغ شو تهم دات أو بيرتا عم ليل ده بو إناخ بو بيتن ليلوش بو ناخ هو دوتر دوتان إديرز دخا إيش أفريش بو إيش провокаторш бо цай гламодия бо тахин сам я за Джахар Дудаев Анзор тебе кто дал должность? Мне должность давал наш президент. Сегодня я возглавляю одну организацию. Вот. Я не хочу находиться в стороне и буду продолжать работать для всех нас. Ну, то, что в моих руках. Так же, как это делает Джамбулат и другие наши братья. Мегарду уже
Вот. Allah reis hul masana. Allah der Resul, dat hij bertke Amin, ya Allah. daar was Amin. arbeid bonneque, en nog je om een predi habos, daarbij zo eto boil als iemand dat chak dolle, niet coach wat dan. Daar masro wonig, waar dolle nog je gaan, Amin, ya Allah. de kubanes hak dolle, je daar. Steer toch wat dan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.